это открытая профессиональная площадка для обсуждения и наших профессиональных задач, и для, конечно, открытого диалога, но прежде всего для обмена опытом. Уважаемые коллеги, на первом форуме принимают участие более 3000 классных руководителей из всех муниципальных образований нашей республики. Мы очень рады, что в этом зале классные руководители, которые смогут в течение всего сегодняшнего дня очно принимать участие в различных формах, которые мы подготовили для вас с точки зрения именно погружения вас в интересные задачи, которые стоят перед нами. Но я приветствую вас, уважаемые коллеги, наши муниципалитеты. Более 1500 педагогов уже подключены и смотрят нашу трансляцию через российскую систему Профми и Рутуб. Уважаемые коллеги, сегодня у нас будут уникальные гости. В течение дня на форуме будут принимать участие и герои России Сергей Анатольевич Липовой, Александр Николаевич Головашкин. Будут принимать международные эксперты из Белоруссии. Это классные руководители из Гродненской области. Конечно, мы очень рады и федеральным экспертам Институту изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Сегодня вместе с нами будут работать организаторы проекта «Орлята России» и проекта «Большая перемена». Очень важно, что даже к нам подключается академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрина из Москвы. Нас очень важно, что вместе с нами сегодня наши региональные эксперты. И нашу команду профессиональную возглавляет наш министр Наталья Владимировна Якимова. Наталья, я прошу поприветствовать всех наших коллег. Доброе утро, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Я вас поздравляю, у нас завершился очередной учебный год. Он завершился успешно. Мы его прошли в благоприятной эпидемиологической обстановке, для нас это важно. Наши детки живы-здоровы, проходят государственную итоговую аттестацию. У нас уже 9 100-бальников по химии, у нас хорошие результаты вчера пришли единого государственного экзамена по русскому языку. Да, у нас есть некоторые трудности с нашими любимыми девятиклассниками, но мы все это преодолеваем. Преодолеваем вместе, и всегда на каждом этапе радости или огорчения присутствуете вы, уважаемые наши классные руководители. Сегодня в Республике Коми 5200 классных руководителей. Вы только вдумайтесь. У нас 640 кураторов в техникумах и колледжах. Это наши же коллеги, это те же самые классные руководители. И объединившись, мы на самом деле решаем очень серьезные задачи. И сегодня вот не только поприветствовать, но и некоторые целевые установки мне бы хотелось вам дать. Если вы заметили, то всю весну мы с вами отработали рука об руку, плечо к плечу. Работали в единой федеральной повестке. Работали по единым методическим рекомендациям. Проводили единые дни действий и единые классные часы и уроки. Я благодарю каждого из вас за эту работу. Мы с вами проводили единые родительские собрания, встречи с родителями, педагогические советы. Это очень важно, это очень нужно. И, коллеги, это становится частью нашей жизни. Единство учебного и воспитательного процесса. И сегодня мы с вами будем говорить как раз о единстве воспитательного процесса. Коллеги, сегодня я могу точно сказать, что мы возвращаемся к слову, от которого очень долго уходили. Мы возвращаемся к слову «идеология». И вот сейчас мы с вами будем выстраивать уже со следующего учебного года идеологию воспитательного процесса. Ключевое это будет единство во всем. В содержании, в форматах, в действиях и в оценке. Конечно, каждая школа, каждый класс, они уникальны, они особенны, и дети наши все разные. Но подходы у нас с вами будут едины. Наша задача сейчас сформировать очень правильную, четкую и прочную гражданскую позицию
всего общества. Я понимаю, наверное, вопросы, почему общество, а потому что наши дети – это наши семьи. И мы с вами, воспитывая детей, воспитываем наши семьи, взаимодействуем с родителями. Сегодня перед вами стоит очень серьезная задача, ответственная задача, воспитательная функция. И, как я уже сказала, формирование единой идеологии. Уважаемые коллеги, несколько тезисов о том, какие стратегические задачи воспитания нас ждут с вами, вот начиная уже с нового учебного года, с 1 сентября. Во-первых, мы с вами уже очень плотно подошли и разработали, начали реализацию программ воспитания. У нас в каждой школе есть программы воспитания, они все разработаны по единому конструктору, по всероссийской единой программе воспитания. И я прошу очень внимательно относиться и бережно относиться к этому документу. Это не документ ради нескольких страниц и нескольких разделов. Это рабочий документ, от которого вытекают планы воспитательной работы каждого класса и календари образовательных событий. Вот здесь я немного остановлюсь, уважаемые коллеги. Вы знаете, что у нас есть единый календарь образовательных событий Российской Федерации. Аналогичный календарь есть на территории нашей республики, и каждый учебный год он обновляется. Так вот, это очень четкие и определяющие документы, вот эти календари. Обыкновенный план с наименованием мероприятия, которое, как правило, связано с какими-то праздничными государственными событиями нашей страны, нашей республики, с указанием даты. Коллеги, эти два плана, а возможно у вас по муниципалитетам есть еще свой план, обязательны для исполнения. Под календарь образовательных событий Российской Федерации и Республики Коми вы будете получать методические рекомендации, то есть вам будет предлагаться для использования содержательный контент, чтобы провести то или иное образовательное событие этих календарей. Не отказывайтесь, это вам в помощь. Конечно, вы уже опытные и за плечами не один класс выпуска, поэтому, конечно, вы вправе вносить свое, принять к сведению, использовать свои материалы. Но я уверена, что то, что будет поступать к нам по линии Министерства просвещения Российской Федерации, от нашего министерства, будет вам в помощь. Следующая обязательная история, коллеги, вы уже тоже знаете и слышали, это всестороннее и полноценное использование государственной символики. Несколько отклонюсь. Вот я на протяжении мая провела 2 открытых урока в разных школах. Коллеги, не все так просто в нашей с вами системе воспитания. Не так хорошо, а где-то плохо знают наши дети государственную символику, значения, смыслы. А это необходимо, потому что именно это сейчас объединяет нашу Россию и нас всех вместе. Вы знаете, что с 1 сентября в каждой образовательной организации, включая школы, еженедельно по понедельникам будут подниматься государственные флаги под государственные гимны. Это будет происходить абсолютно по-разному, поскольку я возвращаюсь к своему же тезису. Мы все разные, школы разные, обычаи, традиции и так далее тоже разные. В течение 2023 года во все школы Республики Коми поступят государственные символы. Идет централизованный заказ и поставка на уровне Министерства просвещения, флаги, гербы, специальные установки для того, чтобы мы были с вами обеспечены едино государственной символикой Российской Федерации. Конечно, в каждой школе есть это все, поэтому мы ждать ничего не будем. Мы будем, как и вся Россия, как и все школы Российской Федерации, еженедельно поднимать государственные флаги и исполнять государственные гимны. Поэтому, дорогие классные руководители, домашнее задание номер 1. Наши дети должны знать гимн Российской Федерации наизусть. Если вы не знаете, у вас тоже домашнее задание на лето. Ну, это немножко так юмор, но на самом деле это очень важно. Это первое, с чего мы с вами будем начинать наш учебный год. Все методические рекомендации вы получите, как, что, в каких случаях, каким образом. Это все мы с вами на протяжении сентября уладим, организуем и примем это
как возобновленную традицию нашего недавнего прошлого. Второй важный момент после государственной символики – это дни единых действий. Систематически, с определенной периодичностью мы все с вами будем проводить классные часы, которые будут проходить в единые дни. Классные часы будут посвящены определенной тематике, есть уже план. Мы доведем до вас к началу учебного года полный пакет документов, где будет определена тематика классного часа, где-то оно будет переплетаться вот как раз с тем календарем образовательных событий, о котором я говорила, и мы с вами будем проводить единые классные часы. Это тоже подтверждение того, что мы с вами формируем единство воспитательного процесса. Необходимо обратить ваше внимание, коллеги, еще и на развитие различных общественных организаций. Вы знаете, что у нас прекрасно шагает по нашей республике российское движение школьников. Практически во всех школах созданы объединения, в муниципалитетах созданы муниципальные отделения российского движения школьников. Это здорово, и когда мы проводим профильные смены, я общаюсь с РДШистами, я их так называю, это талантливые, уникальные и просто хорошие общительные дети. У них замечательный потенциал. Если они не успешны в учебе, они раскрываются в чем-то другом. Вы прекрасно знаете, уверена, что в ваших классах тоже есть такие дети, активисты РДШ. Именно эти активисты РДШ у нас участвуют во всероссийской истории под названием «Большая перемена». Эти дети выигрывают большую перемену, они ездят в Артек, они ездят в Орленок, они раскрываются, и дальше мы отслеживаем их судьбу. Они прекрасно профориентируются и поступают туда, куда надо. Вот это наша с вами задача, чтобы дети были успешны, чтобы мы им помогли раскрыться там, где, казалось бы, это невозможно. У нас есть, вы знаете, Всероссийская организация «Юнармия». Тоже мы развиваемся. 7% от общего количества школьников у нас с вами включены в развитие движения «Юнармия». У нас развиваются кадетские классы разной направленности. У нас открыто очень много, более 50 полицейских классов. Это все на воспитание и на развитие ребенка. Коллеги, задача вам как классному руководителю. Если в вашей школе есть кадеты, но нет юнармии, это странно. Если у вас есть юнармия, но нет кадетов, это тоже странно. И это как раз точка для нового развития. У юнармии тоже очень большой потенциал. У нас есть профильный лагерь Гренада, вы его знаете, где созданы условия, внутри лагеря создан еще один лагерь под названием «Авангард». И вот буквально несколько дней назад там проходила профильная смена для наших десятиклассников. Уверена, вы знаете, вы отправляли своих десятиклассников, кто является классным руководителем 10 классов. Я общалась с этими мальчишками. Ну, казалось бы, возраст непростой, 10 класс, устали от учебы. Слушайте, прекрасные парни, прекрасные. И за 5 дней они становятся выше, они становятся шире, они становятся красивее, они становятся патриотичнее. Это очень важно. Это в продолжение темы ряда организаций. И, уважаемые коллеги, вы знаете, что президент Российской Федерации поддержал создание новой общероссийской общественной детской организации «Большая перемена». Мы будем активно в ней участвовать и включаться в этот процесс. Это не пионерия, как многие считают, но идеология будет одна у этой организации, и мы с вами все вокруг нее будем сплочаться. Еще один момент. Всероссийские уроки. Коллеги, казалось бы, ну, мы с вами все предметники, и вы классные руководители, вместе с тем вы еще и предметники. Но как раз вот разговор о важном, а серия уроков называется именно так, будет ложиться на плечи классных руководителей, на ваши плечи. Вы тоже будете получать все методические рекомендации, и вы будете работать с вашими классами по определенным схемам и алгоритмам. Что здесь важно? Важно не быть одному. Кто опытный классный руководитель знает, как можно и нужно привлекать всех, кто вокруг вас. Школу, социум, родителей, как важно приглашать на свои классные часы интересных людей. Это все тоже будет предусмотрено вот нашими с вами едиными действиями. У нас, уважаемые коллеги, уже в следующем году начнут появляться советники по воспитанию. Вы знаете, что такой проект реализуется на уровне Российской Федерации, и
пока в нескольких пилотных регионах. Он уже себя очень положительно зарекомендовал. Это не заместители по воспитательной работе, это не педагоги доп. Образования, это совсем другая история. И должность у них будет называться советники по воспитанию. В наших школах они тоже поэтапно будут появляться. И в первую очередь в целях организации вашей работы, работы классного руководства. Вы знаете, что отдельное направление в нашей приоритетной стратегии государственного развития воспитания уделяется занятости детей. Я очень люблю термин «полезная занятость». То есть вот наши дети должны быть заняты всегда. И не столько учебой, сколько всем другим. У нас создана на уровне России концепция развития школьных театров. У нас через 2 года должно быть практически в каждой школе школьный театр. Сегодня их немного, меньше 30. К концу 2024 года их должно быть более 200. Это не профессиональный театр, понятно, что это любительский театр, это кружок, как мы с вами знаем, можно это называть. Но это должно быть, это развитие способностей детей за рамками учебы. Вы знаете, что как раз в рамках таких самодеятельных театров наши дети раскрываются и становятся более коммуникабельными, более открытыми для общения. Отдельное направление развития спортивных клубов. Здесь наша республика уже шагнула далеко вперед. Единичные школы у нас остались, где еще не созданы спортивные школы, спортивные клубы, а это тоже наша постоянная полезная занятость. Он не обязательно будет известным спортсменом или достигнет какого-то там результата в виде разряда. Нет, он будет занят. Это здоровый образ жизни, это формирование полезных привычек, это активность. Вы знаете, насколько снижена сейчас активность наших детей, и как следствие страдает здоровье наших детей. Это все нацелено на эти задачи. Про детскую оздоровительную кампанию говорить не буду, сейчас она у нас полным ходом идет. И преимущество этой оздоровительной кампании от предыдущих, и то, что мы будем поддерживать весь следующий период, это тоже обязательная воспитательная компонента. Сейчас все лагеря, независимо от того, школьные они или стационарные, на территориях субъектов или все федеральные российские центры, они все работают по единым 7 шагам действий. То есть там тоже проходят дни единых действий, там тоже есть планы одинаковой воспитательной работы. То есть наше воспитание детей должно быть непрерывно, не только в школе, не только в рамках отдыха, но и, уважаемые коллеги, на улице, когда они просто самостоятельны в своих передвижениях. Отдельно очень сложная история для нас с вами – это работа с родителями. Знаю, как это непросто, знаем, какие родители. Но и здесь тоже у нас с вами предстоит очень сложная и кропотливая работа, опять-таки, по единым форматам, по единым сценариям. Конечно, это нисколько не забирает у вас права общаться с родителями по тем проблемам, по тем историям, по которым вы привыкли, по которым вы умеете и считаете целесообразным, но единую линейку я прошу выдерживать и сохранять. Вот в целом, коллеги, из основополагающих государственных задач воспитания в следующем учебном году нас ждет именно это. Еще несколько слов о разном. Уважаемые коллеги, из ключевого нам необходимо развивать советы обучающихся. Вот Татьяна Анатольевна здесь присутствует, уполномоченная по правам ребенка в Республике Коми, наверняка она об этом тоже будет говорить. Насколько важно общаться с нашими школьниками. И вот совет обучающихся, который создан при уполномоченном по правам ребенка, уникальная история, где дети не только раскрываются, о чем я уже постоянно говорю, а где они генерируют идеи и хотят изменить наше с вами школьное пространство к лучшему. И вы знаете, иногда их идеи, они настолько простые, и ты понимаешь, ну как же ты сам, взрослый, не догадался до этого. Они проводят анкетирование, они проводят мониторинги, они хотят сделать нашу школьную жизнь лучше. А наша с вами задача не мешать, а создавать условия. Сегодня у нас, к сожалению, не работают советы старшеклассников в школах. Не работают они, понимаете? У нас не работают так, как надо советы родителей. У нас не создаются советы отцов, бабушек, мам и так далее. А это все наши помощники в воспитании наших детей. Просто, коллеги, с нас, с вами, как бы мы хотели или не хотели этого. У нас должны развиваться медиацентры. Наши дети практически все блогеры. Знаете, есть такое мнение, у кого есть хоть одна соцсеть и что-то там кто-то размещал, уже можно сказать, что он блогер. А наши дети с вами продвинутые блогеры. Так почему бы не занять вот эту нишу полезной занятостью?
Почему бы не создать, не предложить детям создать вот эти школьные медиацентры? Ну, пусть они ведут школьные блоги, классные блоги. Да пусть они общаются не только друг с другом, но и со своими родителями в этих блогах. Пусть они снимают ролики. Такой опыт есть в Республике Коми. Это замечательно. А это параллельно еще и профориентация наших детей. То есть вот это, коллеги, тоже задумайтесь, озадачьтесь, пожалуйста. Ну и много-много всего другого нам с вами предстоит. Конечно, коллеги, наша задача сделать это все вместе. С нашей стороны дать материалы, со стороны Института образования методически вас подковать, сопроводить, объединить. Ну и самое главное, дальше уже, уважаемые коллеги, у нас должен быть результат. Я понимаю, что у нас с вами форум, и нас слушают, у нас прямой эфир, но, дорогие коллеги, но не должны наши дети быть так воспитаны, чтобы заливать вечный огонь шампанским или закидывать снежками. Но не должны. Но не должны они расписывать стены неприличными словами. Но не должны они себя вести так, как мы их не учили. И вот формирование вот этих правильных привычек поведения – это наша с вами задача. Сложная, ответственная. Ну, коллеги, мы и не такое проходили, мы с этим справимся, но, пожалуйста, будьте открыты, будьте активны и будьте неравнодушны. Поэтому я желаю вам сегодня очень плодотворной, эффективной работы. Действительно, вас ждет встреча с уникальными людьми сегодня. Берите от этой встречи все. Будьте открыты к общению. И самое главное, дальше общайтесь. У нас создано Республиканское методическое объединение классных руководителей. Если вы до сих пор не с нами, вступайте в это объединение. Это прекрасная ежедневная площадка для общения. Уважаемые коллеги, я вам желаю эффективной, интересной и плодотворной работы сегодня в рамках нашего первого форума классных руководителей. Удачи нам всем! Наталья Владимировна, огромное спасибо за приветствие и за очень важные профессиональные установки и задачи. А мы продолжаем. Уважаемые класс-руководители, вместе с нами сегодня участником форума является Хозяинова Наталья Семеновна, глава муниципального образования городского округа Сыктывкар, руководитель администрации. Наталья Семеновна является участником классной встречи «Успех ребенка, успех страны». Наталья Семеновна, а сейчас поприветствуйте наших классных руководителей. Добрый день, дорогие друзья. Я с огромным удовольствием рада приветствовать вас на первом форуме. Если честно, то я была очень удивлена приглашению. Но потом, подумав, я с удовольствием согласилась, потому что, во-первых, я с огромным чувством любви и благодарности вспоминаю своих классных руководителей. Во-вторых, спросив сына, он у меня сейчас закончил 4 класс, кто для него классный руководитель, он немного подумав сказал: это самый-самый классный учитель. И я желаю вам, дорогие наши классные руководители, чтобы вы для наших детей были самыми-самыми классными учителями. Потому что я понимаю, что у вас действительно есть свой предмет, но быть классным – это особая миссия. Вы являетесь для наших детей не только наставником, но еще и другом. Дорогие друзья, я вообще думала, что классные руководители летом отдыхают. Но Наталья Владимировна вам столько задач нарезала, поэтому я уверена, что со всеми задачами мы обязательно с вами справимся. Желаю вам продуктивной работы и желаю вам всегда быть на позитиве. С нашими детьми по-другому нельзя. А кроме того, времена сейчас такие, мы меняемся вместе с детьми. И правильно Наталья Владимировна сказала, что у нас с вами есть уникальная возможность влиять действительно на наше общество и влиять на наше будущее через детей, через семьи. Я уверена, что все у нас с вами получится. Всего вам самого доброго и продуктивного форума. Спасибо. Спасибо, Наталья Семеновна. Очень важно, что буквально через час вы будете вместе с нами в рамках классных встреч. Мы очень рады. Уважаемые коллеги, мы приветствуем Татьяну Анатольевну Козлову, уполномоченную по правам ребенка в Республике Коми. Татьяна Анатольевна погружена во все наши профессиональные задачи и проблемы. Татьяна Анатольевна, вам слово. Доброе утро всем, кто присутствует в зале. Доброе утро всем, кто смотрит нас онлайн. Сегодня очень много говорили про ваши обязанности, дорогие наши учителя, классные руководители.
коллеги. Но, наверное, важно было бы озвучить фразу, которую произнесли наши дети на слете детских общественных советов при президентском федеральном уполномоченном по правам ребенка. Оказывается, учитель – это тоже человек. Вы знаете, мы уполномоченные немножечко даже вот так вот и обомлели, когда дети это произнесли. Поэтому, понимая, что вы наши многодетные мамы, иногда ваши родные дети меньше понимают и принимают от вас тепла и заботы, чем ваши классные дети. Я бы хотела вам всем пожелать сегодня, чтобы вы были счастливы, потому что счастье, оно заразно. И если человек дома не получает тепла, у него какие-то проблемы, конечно же, он не может с полной грудью утром открыть дверь, зайти в класс, нести тепло и выполнять те задачи, которые поставлены сегодня государством, республикой, школой. Я бы хотела пожелать, наверное, всем нам, чтобы у нас еще и появилась возможность нашим классным руководителям получать и психологическую помощь, когда это необходимо, да, может быть, какую-то отдельную структуру создать или какое-то, не знаю, волшебное окошечко, куда можно прийти и анонимно, и открыто получить те ответы на вопросы, которые мы не всегда можем задать своему руководству. Такое бывает. Бывают сложные ситуации, когда мы не знаем, что делать при общении с родителями. Бывает такое, что буллинг родительский, его никто не отменял, так ведь? И ты немножечко теряешься, как же правильно себя повести, и задаешь себе вопрос. Ты человек все-таки или учитель? Кто в тебе больше преобладает, учитель или человек? Я очень рада, что в вашей сегодняшней программе для повышения компетенции и, может быть, для того, чтобы вы нашли ответы на свои вопросы, много заявлено людей, которые с этим столкнулись, пережили и на основании своего опыта развивают эти направления и делятся уже с теми, кто только вот впервые столкнулся с нехорошими и сложными задачами. Поэтому уполномоченный по правам ребенка рядом, но мы понимаем, что счастье, здоровье и успех наших детей зависит от тех людей, которых их окружают. Если вы будете успешны, счастливы, и у вас будет возможность опереться на чье-то плечо, и вы будете знать, что вас всегда поймут, поддержат, то, наверное, мир от этого для наших детей будет ярче, наверное, легче и, наверное, счастливее. Поэтому я с вами. Мои телефоны все сотовые на сайтах. Если нужно, могу продублировать 8 912 12 550. В записи кто-то просмотрит. Звоните 24 часа на 7, я всегда на связи. И каждая ситуация, она имеет выход, и выход есть всегда. Мы должны об этом помнить. А по поводу самоуправления могу сказать, что мои дети, которые в детском общественном совете, они всегда в качестве претензий такой резкой говорят о том, что, а вы знаете, Татьяна Анатольевна, у нас институт самоуправления в школах не развит. И мы всегда говорим, ребят, вот успех вашего самоуправления зависит от активности вас, и только да, от поддержки, которая есть в школе. Вода камень точит. Поэтому при нашем участии с нашим детским общественным советом, при том анкетировании и анализе того анкетирования, которое мы все время обсуждаем с Натальей Владимировной, и возникают, наверное, какие-то решения после наших встреч с детьми, можно найти какие-то нестандартные решения, которые помогут всем нам развивать это самоуправление. Дети не должны требовать от нас, что мы должны для них создать. Дети должны понимать, что они могут сами, с нашей с вами поддержкой. И вот это, наверное, тоже проявление своего рода патриотического воспитания. Требуя других, начинает требовать от себя. Для нас это очень важно. И это, наверное, первая ступень такой самостоятельной жизни, тренировки, которая потом пригодится, когда дети заканчивают школу. Хорошей вам работы, позитивных знаний, наверное, новых контактов. И еще раз напоминаю, что уполномоченный по правам ребенка – это не только уполномоченный, который защищает права детей, но и, наверное, рядом с теми, кто окружает наших детей. Спасибо. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Татьяна Анатольевна действительно всегда рядом с нами, погружена во все наши задачи и проблемы. И мы все понимаем, что очень важная ценность 21 века – это ценность именно счастья.
Что такое счастье? Это уже не философский вопрос. И вот как раз право на счастье, вот это то, о чем говорите, Анатолий, на право на счастье наших детей, наших родителей и нас, педагогов. Мы тоже сегодня об этом будем говорить, уважаемые наши коллеги. Вместе с нами сегодня республиканское методическое объединение классных руководителей. Уважаемые коллеги, в течение уже последних 4 лет мы действительно активно формируем профессиональное сообщество. Ирина Викторовна Костромина возглавляет уже на протяжении более 2 лет наше республиканское метод объединения. Ирина Викторовна, вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги. Готовясь к сегодняшнему выступлению, я стала накидывать план работы на следующий год, но оставила его пустым. И оставила пустым не просто так. Я хотела услышать предложение от вас. И вот, послушав Наталью Владимировну, сделала вывод, что не зря я его оставила пустым, потому что спектр работы для нас определен, направление нам стало понятно. Ну, а для тех, как сказала Наталья Владимировна, кто, может быть, не знает, что у нас существует такое методическое объединение, я хочу немножечко рассказать о нашей работе. Еще древнегреческий философ Сократ говорил, что воспитание – это дело очень сложное. Прошли тысячелетия, а воспитывать детей легче не стало. Хочется здесь вспомнить слова Константина Дмитриевича Ушинского, который сказал: искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, и иной – делом легким. И тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения, но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыков необходимы еще и специальные знания. Вот именно для того, чтобы делиться этими знаниями, приобретать эти знания, и создано методическое объединение классных руководителей. Классное руководство – это особый вид педагогической деятельности, направлен в первую очередь именно на воспитание и социализацию учащихся. Деятельность методического объединения классных руководителей осуществляется в соответствии с положением о Республиканском учебно-методическом объединении, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о создании республиканских методических объединений и положением о Республиканском учебно-методическом объединении. В состав объединения входят руководители всех муниципальных образований Республики Коми. На данный момент Республиканское методическое объединение классных руководителей насчитывает 478 участников. Это достаточно большое количество, и мы надеемся, что это количество будет только увеличиваться. Если вы посмотрите на слайд, то вы увидите цель деятельности Республиканского методического объединения классных руководителей. Это повышение профессиональной компетентности классных руководителей, обобщение и распространение педагогического опыта, чем мы и занимаемся на протяжении последних лет. Перед вами стоят те задачи, которые мы решаем на наших заседаниях и по течению нашей работы РМО классных руководителей. Ну, во-первых, это создание информационного поля для классного руководителя. К сожалению, в последнее время ситуация складывается так, что мы можем видеться только заочно, на онлайн-сессиях, на вебинарах. Хотелось бы, конечно, чтобы эти встречи были и в очном формате. Мы очень надеемся, что в дальнейшем они будут состояться. Это оказание консультационной помощи, информационной и методической. Это продвижение тех инновационных идей, с которыми к нам обращаются классные руководители, а также это осуществление экспертной деятельности классных руководителей. Информационное сопровождение классных руководителей Республики Коми осуществляется на следующих ресурсах. Все эти ресурсы представлены на сайте Коми Республиканского института развития образования. Кто-то, может быть, если не знает, немножечко с ними познакомлю. Первый ресурс, на котором представлены все методические объединения республиканские, в том числе и методическое объединение классных руководителей, это образовательный портал «Открытое образование Республики Коми». На данном ресурсе вы сможете познакомиться с новостями Республиканского методического объединения, найти полезные ссылки для организации внеклассных мероприятий, классных часов, а также в разделе «Методическая копилка»
предусмотрены разработки классных руководителей, и они уже представлены, эти разработки, из города Сыктывкара, Печора, Усть-Кулома, Ударского, Прилузского и Сыктывдинского района. Хотелось бы, что эта копилка пополнялась и вашими работами. Вы тоже можете принять участие. Для этого на адрес руководителя методического объединения вы можете направить ваш материал, члены экспертной комиссии ваш материал рассмотрят и опубликуют на сайте, либо отправят вам для того, чтобы вы доработали. Следующий портал, следующий ресурс – это портал классных руководителей. Это единый информационно-методический ресурс, который разработан для обеспечения интеграции различных направлений информационного, методического и организационного сопровождения педагогических работников, осуществляемых классное руководство в Республике Коми. На портале собраны все основные методические материалы, которые будут в помощь классному руководителю. Это онлайн-семинары по актуальным вопросам воспитания, это онлайн-школы, в которых многие из вас принимают участие, в том числе и онлайн-школы для молодых классных руководителей. Это предполагаемые алгоритмы действий для решения возникающих проблемных ситуаций в работе классного руководителя. Также педагогические инструментарии для работы с учащимся и родителями, законными представителями, так как вы знаете, что нет ничего сложнее, как работы с родителями. Это республиканские всероссийские конкурсы для учащихся и учителей, классных руководителей. Это и примеры отчетной документации классного руководителя, а также методики оценки эффективности деятельности классного руководителя. И еще один ресурс, о котором также говорила Наталья Владимировна, это календарь образовательных событий. Методический портал также расположен на сайте КРИРО. Он создан с целью научно-методического, организационно-методического и информационного сопровождения педагогических работников, осуществляющих классное руководство. В календаре по каждому месяцу представлены образовательные события, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям. Портал также наполняется авторскими методическими разработками педагогических работников, осуществляемых классное руководство. И хочется заметить, что в этом году впервые состоялся республиканский конкурс методических разработок по наполнению календаря образовательных событий. В 2021-2022 учебном году особое внимание в работе Республиканского методического объединения классных руководителей было уделено следующим направлениям. Ну, во-первых, это сопровождение, проектирование и реализация рабочих программ воспитания. Вот уже говорила Наталья Владимировна, сейчас в школах данные программы уже реализуются. Весь 21-й, наверное, конец 20-21 год мы занимались как раз онлайн-семинарами по разработке данных программ. Мы проводили не только онлайн-семинары, на которых представляли полностью программы, но и отдельно по каждым модулям, инвариативным и вариационным. Это сопровождение сезонных онлайн-школ классного руководителя, о котором я уже сказала чуть выше. Это реализация мероприятий календаря образовательных событий 2021-2022 учебного году, приуроченных к различным памятным датам Российской Федерации и Республики Коми. Это проведение мероприятий, призванных помочь классным руководителям в организации Дней единых действий, а также проводились заседания республиканских методических объединений, на которые рассматривались вопросы безопасности детей и профориентации школьников. Важным направлением работы РМО классных руководителей является сопровождение, оказание методической помощи классным руководителям, участвующих в профессиональных конкурсах. Также мы проводим и экспертную деятельность в рамках этого направления. В прошлом году наши классные руководители приняли участие в 4 конкурсах. Это региональный всероссийский конкурс педагогического мастерства воспитания человека, целью которого является выявление и трансляция профессиональному сообществу новых форм, практик и инновационного педагогического опыта воспитания подрастающего поколения. Это республиканский конкурс педагогического мастерства «Классный-классный», который уже закончился в 2021 году, и сейчас стартовал конкурс «Классный-классный» 2022. Целью данного конкурса стало выявление и представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих высокие результаты воспитания и развития. Это первый конкурс республиканский в рамках календаря образовательных событий, ну и уже ставший традиционным конкурс проектов «Лучшие профориентационные практики», которые проводятся в целях выявления и отбора лучших профориентационных практик в области сопровождения и формирования индивидуальных траекторий профессионального самоопределения учащихся. Хочется также отметить, что наша РМО сотрудничает со многими общественными организациями, государственными организациями, в том числе большую помощь нам оказывает действительно РДШ, Российское движение школьников.
Члены РДШ являются и нашими соавторами, они являются и выступающими на наших заседаниях, а также проводят различные конкурсы и мероприятия. И в конце выступления хотелось бы отметить, что классное руководство – это многообразие и многоемкая деятельность. Это широкий круг обязанностей, это радость общения, это стремление быть нужным своим воспитанникам и радость небольшого достижения и больших побед в воспитании человека. Классное руководство – это не обязанность, это постоянное творчество. Поэтому ждем новых членов нашего РМО, будем рады сотрудничать, пополнять свой опыт и надеемся, что делиться своим опытом с вами. Спасибо. Спасибо, Ирина Викторовна, за очень важную лидерскую позицию, которую вы проявляете уже в течение последних 3 лет. Уважаемые коллеги, что же нас сегодня ждет? Итак, мы начинаем со стратегической сессии совершенствования форм и методов работы классного руководителя. Далее будем принимать участие в классной встрече «Успех ребенка, успех страны». Далее нас ждет панельная дискуссия «Духовно-нравственное воспитание как основа воспитательной работы классного руководителя». Конечно, очень важны мастер-классы. Мы очень рады, что именно наши участники заявили о их необходимости. Инновационные практики работы классного руководителя. Мой класс-театр, а я в нем режиссер. Далее нас ждет форсайт-сессия «Классный руководитель родительского коллектива». И, конечно, кейсы. Очень разнообразные. Искусство инклюзии, цифровые образовательные ресурсы. Уважаемые коллеги, мы благодарим всех, кто сегодня принимает участие в форуме. И считаем, что первый форум, республиканский форум классных руководителей, открыт. Итак, уважаемые коллеги, мы завершаем первую часть, буквально 1-2 минуты, и мы начинаем стратегическую сессию. Коллеги, Открываем стратегическую сессию. Сегодня в стратегической сессии принимает участие Шестакова Оксана Александровна, Институт изучения детства, семьи и воспитания. Барышников Евгений Николаевич, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. Александр Сергеевич Гаврилов, победитель республиканского конкурса «Классный и руководитель Ассоциации молодых педагогов Республики Коми. Уважаемые коллеги, позвольте мне в рамках стратегической сессии представить некоторые наши профессиональные смыслы, которые мы в течение всего сегодняшнего дня и будем рассматривать. То есть цель нашей стратегической сессии именно позволить себе еще раз осмыслить не только те задачи, которые перед нами стоят, а осознать нашу роль. Роль классного руководителя в системе образования. Прошу прощения.
Сейчас, коллеги, мы подключим, чтобы нас все видели. Секундочку еще. И мы сейчас, коллеги, подключаем. Ольга Александровна Шестакова, мы видим, что вы с нами. Ольга Александровна, Институт изучения детства, семьи и воспитания. Ольга Александровна, вы с нами? Вас приветствует Республика Коми. Мы вам передаем слово. Ольга Александровна, сейчас мы вас подключаем. Ольга, не слышно вас. Звук. Угу. Нет, не слышно еще. Программа воспитания. Роль классного руководителя. Ольга Александровна. Мы очень рады, что Институт изучения детства является партнером нашей республики. И заместитель директора по научной работе института сегодня работает на нашем форуме. Не слышно. Ольга, Ольга Александровна, еще не слышно, к сожалению. Постарайтесь. Ольга Александровна, ну тогда попробуем. Евгений Николаевич, а вы с нами? Да, с вами. Евгений Николаевич, мы тогда вам слово передаем. Ольга Александровна, мы сейчас попробуем еще раз протестировать. Евгений Николаевич, Барышников, классное руководство, современные требования. Вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы вас слышим. Замечательно. Вот слайды бы теперь еще. Хорошо. Угу. Сейчас. На экран. Сейчас слайды, хорошо. Угу. Да. Замечательно. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим современные требования к деятельности классного руководства. В последнее время достаточно часто менялся подход к деятельности классного руководителя, поэтому обратим внимание на последние методические рекомендации. Итак, современные требования мы фиксируем сейчас в рамках методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют государственное управление в сфере образования, от 2020 года. Обратите внимание на то, что здесь мы выделяем понятие классное. То есть речь идет не о классном руководителе как отдельном человеке, речь идет о любом педагогическом работнике образовательного учреждения, который осуществляет особую функцию классное руководство. То есть классный руководитель – это не особый специалист воспитания, это как, например, педагог-организатор или воспитатель группы определенного дня, а это любой педагогический работник, который выполняет данную функцию. Это функция, которая дополнительно оплачивается и приравнивается к таким функциям, как заведование кабинетом, проверка тетрадей и так далее. Соответственно, в этих рекомендациях классное руководство как рассматривается особый вид педагогической деятельности, особое поручение, направленное на решение задач воспитания и социализации обучающихся. То есть суть данной функции – обеспечить воспитание и социализацию обучающихся. Следующий вопрос возникает: а каких обучающихся и в каком процессе?
Для этого в рекомендациях отмечается, что все педагоги выполняют воспитательные функции на уроке или в других ли видах деятельности и так далее, но особая ключевая роль отводится тем, кто связан с классным руководством и обеспечивает постоянное педагогическое сопровождение группы обучающихся, объединенных в одном учебном классе. То есть суть классного руководства – это педагогическое сопровождение учащихся класса и решение в классе задач воспитания и социализации. Специфика классного руководства заключается в том, что классный руководитель регулирует состав и содержание действий, выполняемых при осуществлении работы с классом. Причем педагогический работник принимает на себя эти функции добровольно, на условиях дополнительной оплаты и надлежащего юридического оформления. То есть мы оформляем в школе соответствующим приказом, мы прописываем эти функции, человек берет на себя добровольно эти обязательства, и мы, соответственно, оплачиваем в соответствии с положениями, распоряжениями и так далее. Ну и далее, естественно, требования к классному руководителю определяются через задачи, которые он должен решать. Обратите внимание, что в современных условиях в качестве первой задачи ставится задача создания благоприятных психолого-педагогических условий в классе. То есть суть классного руководителя – это поддержка классно-урочной системы. Если класс, как некий коллектив, как некая группа детей не будет принимать активное участие в образовательном процессе, то результаты образования, результаты воспитания будут снижены. Поэтому первая важная задача – я хочу превратить детей моего класса в единый сплоченный коллектив, единый дружный класс, где у всех теплые межличностные отношения, где все умеют общаться с друг другом на уроке и на переменах, где возникает продуктивное детско-взрослое общение как между учащимися, так и между учащимися и педагогами. И в основе этой задачи лежат принципы, которые выстраивает в этой работе классный руководитель, такие как взаимное уважение, взаимопомощь. Мы вместе с вами учимся, мы вместе решаем наши проблемы, мы вместе стараемся добиться важных результатов как воспитания, так и обучения. При этом каждый ответственен за себя и свои действия. Мы все стремимся быть единым дружным коллективом и проявляем ценности социальной солидарности. При этом очень важно, чтобы классный руководитель максимально быстро на первых стадиях пресекал любые формы и виды травли, насилия, проявления жестокости. То есть вот первое требование: классный руководитель обеспечивает создание хорошего, дружелюбного, дружного класса, который активно участвует в жизнедеятельности школы во всех составляющих образовательного процесса, как на уроке, так и после него. Вторая задача – формирование обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития. Духовно-нравственное развитие как расширение ценностно-смысловой сферы принятия общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей. Обратите внимание, да, что на первом месте стоит задача создания дружного класса, и только в условиях хорошего, активного, дружного класса можно выйти на решение вот данной второй задачи воспитания каждого ребенка. Когда нам все вместе хорошо, тогда мы можем уже воспитывать у ребенка ценностное отношение к родине, патриотизм, ценностное отношение к природе, экологическую культуру и так далее. То есть вот принципиальные изменения, новые требования в этих условиях: сначала сделай хороший дружный класс, а уже потом занимайся воспитанием. Потому что воспитание и приобщение к ценностям в условиях конфликтного
недружного, скандального класса результата не дает. Третья задача – формирование внутренней позиции личности обучающихся по отношению к негативным явлениям окружающей социальной действительности. Негативное отношение к кибербуллингу, деструктивно сетевым сообществам и так далее. Обратите внимание, что здесь перечислены возникшие в последнее время проблемы, хотя мы с вами очень часто в работе классного руководителя обозначали данное направление задачи как профилактика асоциального поведения, девиантного поведения, профилактика правонарушений. То есть, когда у нас дружный класс, когда дети воспитаны, мы уже можем обратить внимание, что, к сожалению, среди наших воспитанных детей в дружном классе появляются дети, которые вдруг убегают на перемене покурить, которые срывают уроки, которые делают еще что-то. Поэтому третья задача – мы ведем профилактическую работу, чтобы у нас не появлялись дети с асоциальным поведением, чтобы мы включали этих детей в совместную работу, чтобы мы находили каждому из них индивидуальный подход, чтобы мы помогали решать различные социальные проблемы и так далее. И здесь следует отметить, что в помощь классному руководителю в школах появились социальные педагоги, поэтому если с какими-то сложными социальными проблемами классному руководителю сложно справиться, то он обращается за помощью, он выходит на классного руководителя и пытается решить эти проблемы. Четвертая задача, актуальная для нашего времени, связана с формированием активной гражданской позиции, с тем, что я чувствую свою причастность к общности российского народа. Я не принимаю попыток пересмотра исторических фактов, событий и итогов Второй мировой войны. То есть вот это особенность нашего времени, когда из всего блока духовно-нравственного воспитания выделяется блок гражданственного воспитания, то есть ценностного отношения к государству. И на это мы тоже обращаем большое внимание. Здесь организуется активное участие детей в различных видах проявления гражданской активности, в праздниках и событиях государства, в волонтерской деятельности, для того, чтобы, так сказать, в различных дискуссиях, для того, чтобы наш ребенок стал не просто гражданином своей страны, но активным, имеющий свою активную гражданскую позицию и проявляющий ее в различных видах деятельности. И пятая задача – формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной социальной позиции, использование возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ. Данную задачу можно рассматривать как создание условий для достижения успеха ребенка в различных видах деятельности. У каждого ребенка свой потенциал, свои таланты, поэтому очень важно их увидеть, раскрыть и так далее. Поэтому особое внимание следует обратить на создание портфолио класса, портфолио учащихся, на организацию такой деятельности, которая порой вызывает неприятие, когда ее слишком много, как участие в различных конкурсах, турнирах, викторинах, но где, как не соревнуясь с другими, не испытывая себя, не стремясь добиться каких-то достижений, мы увидим свои таланты, реализуем свой потенциал. Поэтому очень важно, чтобы классный руководитель создавал активные условия для проявления каждого в данной составляющей. Кто-то параллельно говорит. Итак, таким образом, вот 5 основных задач, которые заявлены и которые, на мой взгляд, достаточно понятны и просты. То есть мы хотим, чтобы у нас был хороший класс, мы хотим, чтобы дети были воспитаны, мы хотим, чтобы они не были хулиганами и не нарушали поведение, мы хотим, чтобы они
были активными гражданами. Мы хотим, чтобы каждый учащийся нашего класса проявлял свои таланты в различных видах деятельности. Для этого и организуется, осуществляется деятельность классного руководителя, которая включает в себя следующие составляющие. Первое – это личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в классе. То есть мы доходим до каждого, мы каждому находим свой подход и помогаем каждому воспитываться и социализироваться, обретать ценностные ориентиры и преодолевать проявления асоциального поведения. Вторая составляющая – деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом как социальной группой. То есть мы работаем с классом, как с отдельным коллективом и так далее. Здесь обратите внимание, что в последнее время появилось очень много формулировок, обозначающих именно класс как некую социальную группу. Одно из сейчас наиболее распространенных и важных и зафиксированных в примерной программе воспитания в других документах – это класс как детско-взрослая общность, когда мы вместе с детьми решаем какие-то составляющие. Но при этом не следует забывать и такие важные характеристики социальной группы, как коллективизм, когда группа становится коллективом, который вместе решает различные проблемы, или команда, как группа, способная, так сказать, в командной работе добиться достижений каких-то проблем и решать какие-то проекты и так далее. То есть очень важно, чтобы мы с вами понимали, а как может развиваться класс как социальная группа, какие черты команды, коллектива, социальной общности, содружества могут проявляться в классе и как мы их развиваем, выстраиваем и организуем. Следующая важная задача – это взаимодействие с родителями. Понятно, что невозможно решить задачи воспитания, решить 5 заявленных задач без взаимодействия с родителями. Поэтому родительское собрание, поэтому индивидуальная работа, поэтому привлечение родителей к проведению различных воспитательных мероприятий и так далее. Следующее направление работы говорит о том, что решить задачи без взаимодействия с педагогическим коллективом невозможно. Как не повзаимодействовать с учителем, на уроке которого мой класс из тихого и послушного вдруг превращается в агрессивную, непослушную группу и так далее. Как не повзаимодействовать с учителем, у которой вдруг вступил в конфликт с каким-то ребенком моего класса, как не взаимодействовать с учителем при проведении той или иной декады или недели знаний, недели математики, с тем, чтобы и в нашем классе были проявлены эти мероприятия, чтобы наш класс смог активно принять участие в математической викторине, мы взаимодействуем с учителем, преподающим математику в нашем классе и так далее. То есть важный. Следующий важный момент – взаимодействие с социальными партнерами. Замечательно, когда классные руководители находят контакты с различными учреждениями досуга, с учреждением дополнительного образования. Ко мне в класс в сентябре приходят руководители кружков и приглашают наших детей, чтобы выявить таланты детей моего класса, когда я взаимодействую с медицинскими учреждениями, с учреждениями охраны правопорядка, с различными досуговыми учреждениями, класс посещает театры и так далее. То есть важный момент и так далее. Ну и последняя составляющая. Как бы мы хорошо ни работали, результаты нашей работы следует отразить в документации. Поэтому ведение и составление документации также важная часть составляющей работы. Соответственно, очень важно, чтобы с одной стороны в документации отражалось все, что мы делаем, потому что порой смотришь на планы и документы, и там видишь, что, оказывается, классный руководитель там раз в месяц проводит какое-то
мероприятие. На самом деле он ежедневно проводит индивидуальные консультации, он ежедневно наблюдает, выстраивает, помогает еще что-либо, но это не фиксируется. То есть, с одной стороны, определить, как зафиксировать все и показать, вот как много я сделал, а с другой стороны, чтобы эта документация не отнимала много времени, отсюда возможны инновационные поиски, вот, создание, разработки таких документов, которые бы все было отражено, но при этом тратилось максимально короткое время. Следующее, когда мы определили содержание работы, естественно, возникает вопрос с определением неких форм воспитательных мероприятий. Вот если предыдущие слайды отражали вещи, которые заявлены в методических рекомендациях, то здесь я хочу предложить вам те формы проведения воспитательного мероприятия, которые мы выделяем и которые мы структурируем в рамках работы с классными руководителями петербургских школ. На наш взгляд, формы воспитательной работы можно разделить на 7 составляющих на основе приоритетного вида деятельности и, соответственно, на основе приоритетного средства воспитания и результата воспитания. Конечно же, первым средством и важным средством, которое используют все классные руководители и все воспитатели в большей мере, является слово. Поэтому рассмотрение классного часа, рассмотрение воспитательного мероприятия как часа общения, где мы говорим какие-то важные вещи, или мы вместе с классом, с нашим дружным классным коллективом обсуждаем, дискутируем те или иные вопросы, или мы даем условия, чтобы каждый ребенок рассказал, а что он думает, а как он провел лето, а как он понимает ту или иную составляющую. То есть очень важно создание широкого блока часов общения, где бы и педагог говорил, и мы вместе говорили, и были созданы условия, чтобы ребенок сделал свой доклад, высказал свою позицию, отрефлексировал себя и общую жизнь. Вторая составляющая, в основе которой лежит созидательная, продуктивная деятельность, и главным средством воспитания является создание продукта. Вот мы вместе подготовили концерт, вот мы вместе сделали скворечники, вот мы вместе провели субботник и выстроили то-то, и отсюда вторая составляющая – час созидания. Очень часто, говоря о этой форме воспитательной работы, вспоминают или коллективное творческое дело во многие классные руководители, так сказать, эту форму из педагогики общей заботы Игоря Петровича Иванова используют. Многие сейчас рассматривают час созидания как проектную деятельность, где мы какой-то проект делаем на улучшение окружающей жизни. Чтобы выявить себя, чтобы понять, какие у меня дети, на что они способны, конечно же, важно организовывать час испытания, час созидания, потому что человек воспитывается, когда он преодолевает какие-то трудности, пусть это искусственно осознанные трудности, но в нем воспитывается сила воли и так далее. Поэтому очень важно выстроить и продумать такой ряд состязаний и соревнований, которые бы помогли ребенку проявить себя, увидеть свои способности и понять, что он способен в жизни многое, на достижение любого успеха. Мы, обучая ребенку различным предметам, порой забываем, что нужно учить решать социальные проблемы. И как переходить дорогу, и как, так сказать, посещать театры, как знакомиться и так далее. Поэтому час обучения как социальный практикум тоже важная составляющая, где главным средством воспитания являются различные упражнения, различные тренинги, которые помогают ребенку получить навыки, нужные для социальной жизни. Ну и мир большой, мир меняется, поэтому час познания мира, то, что мы традиционно обозначаем как экскурсию или путешествие, тоже очень важно. А давайте освоим, что у нас есть в нашем городе, что у нас есть в нашей школе, ну и затем выходим за пределы, особенно сейчас, в возможностях организации виртуальных экскурсий и путешествий. Очень важно, чтобы человек понимал, как
он может вести себя в различных жизненных ситуациях, поэтому воспитание ребенка через погружение его в различные ситуации, через создание кейсов ситуационно-ролевых игр – еще одна важная форма воспитательной работы. Ну и мы не забываем с вами, что воспитание – это приобщение к ценностям. Приобщение к ценностям происходит через организацию такой воспитательной формы, как праздничные события, когда мы проживаем традиционные праздники, праздники, так сказать, посвященные государственным событиям, личные праздники, как дни рождения и так далее. Это позволяет нам выстроить те или иные ценности. Особенно обратим внимание на важность проведения праздничных событий, посвященных тем сферам, где у ребенка не очень хорошо это ценят. Например, наши дети не очень хорошо любят математику, почему бы в классе не сделать замечательный познавательный вечер математики, где вы, дети, поняли, что математика – это не только трудно, но и интересно, и ее следует ценить. Ну и завершая наш разговор, естественно, возникает вопрос, а как же рассказать о том, что я хороший, классный руководитель? Что же должно стать показателями результативности? Здесь мы хотим предложить 5 важных моментов, показателей результативности, которые надо не стесняться предъявлять в своих выступлениях. То есть, если классный руководитель начинает говорить о том, что он хорошо и успешно работает, то он может похвастаться и рассказать, что у него самый дружный класс, что у него дети давно не ссорятся, дети друг другу помогают, дети друг о друге заботятся, насилие, травля давно забыты и даже не знают в нашем классе. Второй показатель, что у меня хорошие воспитанные дети, они любят учиться, они любят родину, они ценят своих родителей, они уважают и ценят законы страны и так далее. То есть у них замечательные ценностные ориентиры, которые в том числе я как классный руководитель у них сформировал и развиваю. Третья позиция, которой мы, конечно же, очень часто хвастаемся, что у нас законопослушные дети. Именно в моем классе никто не пьет и не курит, именно в моем классе нет правонарушителей, никто не стоит на учете. Именно в моем классе дети знают, что такое закон, и стремятся его соблюдать. Активная гражданская позиция моего класса проявляется в том, что мы участвуем в волонтерской деятельности, мы принимаем участие в различных акциях, мы заявляем свою гражданскую позицию на диспутах и дискуссиях, мы проявляем ее в процессе участия в различных гражданских акциях и мероприятиях. Ну и, конечно же, каждый ребенок в моем классе успешен. Посмотрите, сколько медалей дети моего класса приводят со спортивных соревнований. Посмотрите, какие места мы занимаем в общешкольных командных соревнованиях. Посмотрите, какие таланты дети проявляют на различных конкурсах, участвуя в различных региональных, всероссийских конкурсах, добиваясь разных составляющих. Таким образом, вот если мы с вами обратим и организуем свою работу в рамках данных показателей, то можно сказать, что с одной стороны вы все современные требования к деятельности классного руководителя выполняете, а во-вторых, вы их так хорошо выполняете, что вас пора похвалить и сказать, что вы один из лучших классных руководителей в нашей стране. Спасибо за внимание. Вы знаете, как важно сегодня говорить именно об управленческом цикле. Евгений Николаевич не случайно ведь начал именно с задач, которые стоят перед классом руководителя. Да, эти задачи определены в методических рекомендациях, которые утверждены Министерством просвещения Российской Федерации. Но самое важное – это результат нашей деятельности. И каким образом сегодня оценивается эффективность классного руководителя, это очень важно на уровне каждой образовательной организации и даже на уровне государства. Мы знаем о том, что сегодня разрабатываются требования к оценке деятельности класса руководителей. Евгений Николаевич, и нам кажется, вы сегодня очень логично, профессионально представили, какие же результаты должны оцениваться. Евгений Николаевич, спасибо вам большое.
Мы очень благодарим вас за сотрудничество. Мы рады, что вы были сегодня с нами. А мы продолжаем стратегическую сессию. Итак, уважаемые коллеги, мы в течение последних нескольких лет, конечно, говорим о роли классного руководителя. И я хочу напомнить слова президента, нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который еще в 2020 году сказал о том, что ближе всего к ученикам их классные руководители. Да, вот такая постоянная, каждодневная работа, она связана с обучением и воспитанием. И мы все понимаем, что это огромная ответственность. И на уровне государства, именно по поручению нашего президента, в течение последних 2 лет была предпринята системная работа по выработке государственных мер по поддержке каждого классного руководителя. Сегодня мы осознаем, что поручение президента Российской Федерации, которое сформулировано именно как создание системы мотивации классных руководителей, оно очень актуально именно в этом 2022 году. Да, в центре нашего внимания всегда было воспитание. Я вижу очень опытных наших коллег, молодых коллег, но мы всегда понимали. Я, когда еще 25 лет назад работала в школе, я всегда понимала, что в центре внимания это, конечно, наш обучающийся ребенок. И прежде всего результат нам важен именно его как личности, которая формируется и выходит из стен образовательной организации в этот большой мир. А сегодня мы понимаем, что мир так быстро меняется, и мы должны дать ребенку такие силы чувствовать себя успешным и комфортным в этом мире. А нам ведь тоже нужны эти силы. И сегодня мы обращаем внимание на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт. Вы помните и уже знаете все, что сегодня в стандарте 3 результата. И на первом месте во всех наших сценариях уроков сегодня стоит именно воспитательный результат. Мы понимаем, что действительно в центре внимания каждой образовательной организации, да, это воспитание, но которое формируется совместно, и, как говорил уже Евгений Николаевич, с нашими партнерами, профессиональными партнерами, со всем педагогическим коллективом, с общественными партнерами и, конечно, с участием каждого родителя. Ведь не случайно мы сегодня с утра включили вам выступление министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Помните, что он хорошо сказал? Воспитание – это наша общая цель и родителей, и учителей. Не только школа воспитывает вместе с родителями. И поэтому он не случайно в своем интервью говорит: а давайте воспитывать и попробуем включать в нашу совместную работу и родителей. И это очень сложно. На уровне нашей республики действительно мы давно обсуждаем стратегически, как необходимо сопроводить класс руководителя, чтобы мотивационное поле было сформировано у каждого класса руководителя. Ирина Викторовна сегодня уже говорила о всех наших ресурсах, да, они созданы в Институте развития и образования. Они открытые. И теперь наша задача не только донести информацию, что эти ресурсы есть, а ведь самое главное – научить методически грамотно их использовать. Да, это онлайн-школы для классных руководителей. Коллеги, мы провели уже 12 онлайн-школ для классных руководителей. Мы обучили, вот по последним данным, более 4000 классных руководителей. Да, это курсы бесплатные, это погружение именно в деятельность, о чем сегодня говорили. Ведь самое главное не только задача, а именно формы деятельности класса руководителя. Но это не все классы руководителей. Нас больше почти в 1,5 раза. Поэтому, уважаемые коллеги, когда мы говорим об онлайн-семинарах, о курсах, о едином профессиональном окне, мы должны понимать, что сегодня в этом зале, кто нас слушает, вы те, кто уже замотивированы. И нам надо научить и других вот именно этой внутренней мотивации, желанию действительно быть класс-руководителем,
с пониманием именно того, что мы работаем все вместе. Наше информационное сопровождение в рамках портала очень четко определяет, что, конечно, у нас есть лидеры профессионального сообщества. Коллеги, я хочу вам еще один ресурс представить. Это галерея лучших практик, где представлены методические разработки наших республиканских классных руководителей. И в рамках календаря образовательных событий это лучшие разработки и классных часов. И что очень важно, что сегодня, когда на уровне Российской Федерации происходит изменение подходов к воспитанию, мы должны понимать, что сегодня на уровне республики есть научно-методические ресурсы, которые позволяют классному руководителю пройти путь мотивационного развития. Сегодня уже Наталья Владимировна говорила о том, что ключевыми аспектами, конечно, является формирование гражданской идентичности, гражданской активности. И ведь не только обучающихся, но и нас, учителей. Да, сегодня обновляется содержание воспитания. Сегодня на уровне Российской Федерации, начиная с середины июня, Академия Минпросвещения будет реализовывать единые курсы повышения квалификации для классных руководителей. Сегодня, как я уже говорила, формируется оценка эффективности воспитательной работы для всех в рамках именно единых требований, единого профессионального пространства. Самый важный документ для нас в течение последних 1,5 лет, об этом будет говорить Оксана Александровна, конечно, это примерные рабочие программы воспитания. С прошлого года они вошли в основную образовательную программу каждой образовательной организации. Что важно сегодня? Я намеренно оставила здесь ссылки, презентации будут доступны. Здесь уже представлены примерные календарные планы воспитательной работы с инвариативной частью, это последняя разработка Института воспитания, и далее с предложением по вариативным модулям, который Институт воспитания семьи и детства разработал. Таким образом, классный руководитель с точки зрения стратегического видения, а мы в течение всего дня об этом будем говорить, он сегодня, конечно, включен в единое воспитательное пространство, а это единый воспитательный и образовательный процесс. А любой процесс всегда имеет вход, то есть какой-то элемент, который вы оцениваете вначале, вот о чем говорил Евгений Николаевич с точки зрения именно сплоченности коллектива, именно общности. И через определенный период мы должны это оценить. А что изменилось, что произошло с точки зрения именно нашего воздействия? Мы все понимаем, что любой процесс – это всегда воздействие на изменение. А у нас очень сложная задача. Что мы изменяем, что мы меняем, что мы поддерживаем? Мы поддерживаем сознание личности. Это очень сложно. А с точки зрения принципа воспитания, уважаемые коллеги, мы намеренно оставили этот слайд Сергея Сергеевича Кравцова. Дети – это самый важный приоритет государственной политики Российской Федерации. Это наше не будущее, это наше и настоящее, и наше будущее. Мы все понимаем, что сегодня в центре нашего внимания базовые российские духовные ценности. И самый важный вопрос, который нам задают сегодня Институтом развития образования. Мы говорим о формировании духовных, нравственных ценностей у детей, а у педагогов. Какова их гражданская позиция? Поэтому мы все понимаем, что когда мы говорим о классных руководителях, об учителях, о руководителях, о всех нас, мы должны сами себе признаться. Наш ценностный ряд. Потому что мы действительно, сегодня будет об этом говорить Александр Сергеевич Гаврилов, мы для наших детей, мы модель восприятия этого мира. Поэтому, конечно, формирование базовых ценностей не только у детей, но и у нас. А если мы еще будем воздействовать на родителя, это уже, конечно, идеальная картина. Что очень важно, это, конечно, принцип совместной деятельности. Об этом принципе именно через ГОС
сегодня можно отработать именно систему работы в каждой образовательной организации. Ну и, конечно, возможность развития каждого ребенка, каждого. Эксклюзивность и инклюзивность. Вот эти понятия тоже сегодня входят в принципы. Поэтому, конечно, когда мы говорим о субъектах воспитания, вот я намеренно, не знаю, может быть, не так четко видно, да, размыто немножко, это и дети, и родители, и педагоги. Мы все вместе субъекты. Не только наши дети являются субъектами. Это очень важный принцип работы каждого из нас. Конечно, сегодня уже говорила Наталья Владимировна, что развивается воспитательная среда. Да, в каждой школе уже создаются вот именно эти созидательные пространства. Вот о чем сегодня говорили. Вот именно созидание личности сегодня в центре нашего внимания. Музеи, школьные театры, спортивные клубы, детские общественные объединения. Это создается не в некоторых, в уникальных школах, в каждой школе Российской Федерации. Да, по единым алгоритмам, но это то, что сегодня вновь нам определяет. Мы едины. Мы единое государство. Мы Российская Федерация. Поэтому, конечно, прошу прощения. Поэтому, конечно, с точки зрения уровня результатов, о чем мы сегодня постоянно говорим, это всех очень волнует. А каким образом нам оценить? И оценивать не классных руководителей, а как классный руководитель оценить этот уровень социализации и воспитанности. Коллеги, я хочу сказать, что действительно сегодня на уровне Российской Федерации в Академии просвещения, в Институте детства, семьи и воспитания разрабатываются именно диагностики. Это очень важно с точки зрения того, каким образом мы определяем наш результат и по результатам, как можно нас оценить. Но эта оценка не для выстраивания рейтинга, а именно для того, чтобы понять, а каким образом нам надо развиваться, каких нам недостает, может быть, знаний, каких-то умений и навыков. И я хочу внимание обратить на результат второй, который я обозначала еще в своем выступлении на августовском совещании 2 года назад. Мы намеренно оставили этот слайд. Сформировать позитивный именно внутренний настрой, позитивную внутреннюю позицию личности в отношении системы ценностей гражданина России. Вы знаете, как это актуально сейчас? И я всегда задаю вопрос педагогам, когда мы встречаемся, а где определены ценности гражданина России? В каком документе? Система ценностей гражданина России. И у нас была недавно конференция «Экология культуры языка», и я очень благодарна Виталию Метлику, который выступал как раз о ценностях. И мы с ним обсуждали, что многие из нас не знают, а какой документ определяет. А есть документ. Это Конституция Российской Федерации. И там все представлено и понятно. И поэтому, уважаемые коллеги, ничего страшного, ветер дует. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы воспринимали себя не только как руководителей, как управленцев, а как те, кто сегодня включен именно в государственные задачи с точки зрения именно ценностной архитектуры. Вот с этого необходимо нам начинать. Принять ценности гражданина Российской Федерации. Ну а далее, сегодня, в течение всего дня, уважаемые коллеги, мы как раз будем говорить об этих ценностях, о духовно-нравственных ценностях, о гражданском и патриотическом воспитании, о приобщении детей к культурно-историческому наследию Российской Федерации и нашей республики. И когда мы откроем Конституцию, коллеги, там эти ценности, они представлены. Поэтому не случайно, когда мы говорим об основополагающем документе Российской Федерации, который определяет ценности, это именно Конституция, на основе которой сформирован уже федеральный закон о образовании и наш федеральный государственный образовательный стандарт. Поэтому, конечно, не случайно мы говорим, да, классный руководитель – это сегодня и лидер команды педагогов класса. Мы понимаем, что сегодня это процесс единый, воспитательно-образовательный. И взаимодействие между педагогами внутри образовательной организации – это очень важно, а иногда непростая задача с точки зрения выстраивания
межличностных взаимоотношений. Мы сегодня понимаем, что класс – это коллектив. Я очень рада, что как раз об этом Евгений Николаевич говорил. Это очень важная задача – оценить класс как коллектив и через коллектив уже оценить каждого ребенка. Ну и, конечно, то, что сегодня на уровне образовательной организации выстраивается уникальная система работы каждой школы, это однозначно да. Потому что каждая образовательная организация, несмотря на то, что мы работаем в едином профессиональном пространстве, она имеет свои уникальные традиции, уникальные межличностные отношения. Поэтому, конечно, не случайно мы говорим о том, что у класса руководителя очень много ролей. Это и медиатор, это и модератор, это и руководитель, это задачи. Но через задачи мы выходим на результаты. И вот о чем мы уже говорили. В течение сегодняшнего дня мы об этом все будут говорить. Меняются формы. Час, классный час. Все равно самая основная форма – это классный час. Почему, вот с точки зрения символики, семантики, час классный? Почему он класс? Потому что действительно здесь мы работаем с классом. Не мы и напротив нас класс, а мы внутри этого класса. Поэтому, конечно, современные формы, как любят дети их, классные часы в форме квизов, в форме квестов, в форме флешмобов, веб-квестов. Это все форма, а содержание формирования ценностного ряда. Поэтому, конечно, то, что сегодня, и коллеги это будут сегодня представлять в своих практиках, это, конечно, очень важно. Да, сегодня механизмы профессионального развития педагогов Республики Коми, они отражают, что мы следуем государственным задачам. Но сегодня самое главное для нас, чтобы каждый класс-руководитель, он понимал, что сегодня в республике есть система поддержки, что мы внутри единой экосистемы. А экосистема определена 3 принципами. Любая экосистема – это система, которая самоорганизуется, которая основана еще и на запросах и потребностях. Вторая позиция – это, конечно, саморегуляция. И я очень рада, что у нас очень активно республиканское объединение. Ну и, конечно, саморазвитие. Без позиции внутренней любого человека мы не можем двигаться вперед. Поэтому, уважаемые коллеги, я желаю вам успешной работы на первом республиканском форуме. В течение всего дня, вот то, что я сегодня на каждом слайде обозначила, это будет раскрываться через опыт работы, через дискуссии, через даже гостиные. И я очень прошу, чтобы вы были сегодня активны, общались с нашими коллегами на перерыве и в течение сегодняшнего дня. Спасибо, коллеги. Я буду завершать. И, конечно, слова нашего великого русского советского педагога, который говорил о наших детях, о нашей роли. Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпистывать в каждом ученике его неповторимый индивидуальный талант. Талант быть человеком, талант быть личностью, талант чувствовать себя в этом мире счастливым и успешным. Самая главная ценность сегодняшнего дня – это наша жизнь. Поэтому, уважаемые коллеги, в жизни очень важно, чтобы мы ценили достоинство и преданность именно не только нашему делу, но и нашей Родине. Уважаемые коллеги, вот такова система нашей совместной работы. Мы сегодня тоже об этом будем говорить. И в продолжении, уважаемые коллеги, Оксана Александровна, заместитель директора по научной работе Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, подключается к нам, и мы даже слышим звук. Ой, замечательно, спасибо. Я очень рада, спасибо вам большое. Я вам передаю слово. Спасибо большое. Мы вас приветствуем. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать всех участников форума классных руководителей. От лица руководителя нашего института мы
готовы методически поддерживать, мы готовы методически, консультационно сопровождать всю вашу деятельность в области такой непростого направления работы, как классное руководство. Итак, уважаемые коллеги, мы сегодня говорим про программу воспитания и роль классного руководителя. Наталья Владимировна в своем выступлении уже расставила те важные знаковые акценты, которые я не буду повторять. Мы на протяжении года с вами в соответствии с 304 федеральным законом, который существенно внес изменения в федеральный закон об образовании в части касаемо вопросов воспитания, мы работаем в рамках единых подходов к разработке программы воспитания на уровне как дошкольных образовательных организаций, как общеобразовательных организаций, так и учреждений среднего профессионального образования. Единые подходы, единые смыслы, единые целевые установки – это то, о чем говорила Наталья Владимировна, и то, о чем я сегодня буду говорить. Итак, в соответствии с 304 федеральным законом, который дал определение воспитания, мы сегодня понимаем, это деятельность на основании базовых национальных ценностей, мы говорим о том, что базовые национальные ценности лежат в основе программ воспитания и являются инвариантным содержанием воспитания. Они в наших примерных рабочих программах воспитания составляют концептуальную основу программ воспитания. И эти базовые национальные ценности, они, определяя вариант содержания, определяют и целевые ориентиры воспитания. Целевые ориентиры воспитания – это ожидаемые результаты воспитания. Мы с вами прекрасно понимаем, что измерить уровень воспитанности, наверное, не представляется возможным. И на период окончания образовательной организации, в каких-то промежуточных этапах, но мы с вами прекрасно понимаем, что целевые установки, это целевые ориентиры, куда мы должны идти, задают вектор всей деятельности внутри образовательной организации. Итак, наши программы «Базовые российские ценности», которые определяют целевые ориентиры воспитания, а целевые ориентиры воспитания структурируются по основным направлениям воспитания. Уважаемые коллеги, в наших примерных рабочих программах воспитания, примерные рабочие программы воспитания, в частности для общеобразовательных организаций, целевые ориентиры структурированы по направлениям воспитания, которые даны в федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования, основного общего образования. То есть примерная рабочая программа воспитания для школы, разработанная Институтом изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования, синхронизирована полностью с федеральными государственными образовательными стандартами, а иначе быть не может, потому что Наталья Владимировна не случайно, неоднократно говорила о едином смысловом поле, едином понятийном аппарате в воспитательном процессе, единых подходах, единых рекомендациях к организации этого воспитательного процесса. И, наконец, в наших программах воспитания для обеспечения целей и решения задач воспитания есть модули, как структурные элементы программы по основным видам форм содержания деятельности внутри образовательной организации. Итак, коллеги, как выглядит примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, разработанных нашим институтом? Я надеюсь, что разрабатывая свои рабочие программы внутри образовательных организаций, вы можете воспользоваться и пользуетесь нашими примерными рабочими программами воспитания. Повторюсь, это очень важно и ценно, потому что в этом случае мы объединяемся единым ценностным смысловым полем и работаем в едином поле смыслов и ценностей, в едином образовательном и воспитательном пространстве. Итак, коллеги, примерная рабочая программа воспитания нашего института состоит из целевого раздела, где прописаны целевые ориентиры результатов воспитания и направления, структурированные по направлениям воспитания. Повторюсь, направления воспитания у нас полностью
синхронизировано с федеральными государственными образовательными стандартами, а целевые ориентиры внутри, естественно, раскрываются и через, ну, скажем так, при проектировании целевых ориентиров результатов воспитания, коллеги, разработчики, мы, естественно, ориентировались на личностные результаты воспитания, зафиксированные в федеральных государственных образовательных стандартах. Итак, коллеги, содержательный раздел, то есть виды, формы содержания воспитательной деятельности, направленные на достижение целей, решения задач воспитания. В содержательном разделе два подраздела. Первый подраздел – уклады, наконец, модули, на которых я буду останавливаться подробнее, когда мы с вами будем говорить о роли классного руководителя в реализации воспитательных задач, в формировании воспитательной системы всей образовательной организации. Сначала мы поговорим с вами об укладе. Для нас считаем в институте принципиально важным такое введение в термин возвращения, наверное, в нашу практическую, в терминологию практиков, в терминологию научных работников такого понятия, как уклад. Уклад – это, как мы его понимаем в институте, как мы его трактуем в институте. Почему именно мы? Потому что понятие уклада на самом деле введено в терминологию практиков и ученых более 100 лет назад. В разное время под укладом понимали совершенно разное. Иногда говорят о том, что это скрытое образование, иногда говорят о том, что это некий школьный климат. В зависимости от той или иной научной школы, в зависимости от того или иного подхода, уклад давался терминологически по-разному, понятие уклада давался терминологически по-разному. Более того, хочу сказать, что, уважаемые коллеги, в 2000-х годах появляются методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации, которые направлены по совершенствованию школьного уклада. Таким образом, уклад как системообразующий фактор, как фундамент системы образования вошел и нашел свое ведущее центральное место в примерных рабочих программах воспитания. Уклад удерживает ценности, базовые национальные ценности, духовно-нравственные ценности. Уклад определяет и содержит в себе социальный контекст региона. Уклад – это то незримое, невидимое системообразующее, которое является и обуславливает отличительные особенности одной образовательной организации от другой. Войдя в одну образовательную организацию, войдя в другую образовательную организацию, мы видим, есть ли там уклад, существует ли там традиция, какова атмосфера внутри образовательной организации. Уклад, повторюсь, это общественный договор, который определяет характеристические особенности образовательной организации, особенности организации среды внутри школы и который направлен на достижение, который лежит в основе, является фундаментом воспитательной системы школы. Уклад – это традиция, уклад удерживает традицию, уклад формирует новые традиции, уклад совершенствует те формы, виды деятельности внутри образовательной организации, воспитательной деятельности, которые направлены и на решение задач воспитания. И, наконец, второй подраздел содержательного раздела – это инвариативные и вариативные модули. Повторюсь, коллеги, для нас модуль – это структурная единица программы воспитания по основным направлениям деятельности внутри образовательной организации. Школьный урок – это основное направление деятельности. Так вот, когда мы говорим про инвариантные или вариативные модули, мы говорим про определенное направление деятельности внутри образовательной организации, обладающее значительным воспитательным потенциалом. В примерных рабочих программах воспитания этот воспитательный потенциал раскрыт очень подробно. На что хотела бы обратить ваше внимание? На то, что в этом году в рамках государственного задания нашим институтом разрабатываются, и об этом Наталья Владимировна говорила, методические рекомендации по внедрению модулей программ воспитания. Мы большое внимание уделяем таким модулям, как внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной среды, про взаимодействие с родителями. Сегодня говорили все спикеры на нашем. Мы тоже являемся
являясь спикерами, мы тоже говорим о том, что мы участники форума на нашем форуме классных руководителей. И, наконец, самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство и профориентация. Уважаемые коллеги, по нашему глубокому убеждению, на отдельном модуле профориентация, профилактика и безопасность хотела бы отдельно остановиться, и с чем это связано. Уважаемые коллеги, мы часто говорим о профилактике деструктивного поведения детей, когда это касается конкретного ребенка. Мы его ставим на внутришкольный учет, мы взаимодействуем с соответствующими структурами и ведомствами, то есть мы индивидуально ведем ребенка. Это одна форма работы, и вторая форма профилактической работы, традиционная, распространенная, индивидуальная. И вторая форма профилактической работы, когда мы взаимодействуем с межведомственным, мы вступаем в межведомственное взаимодействие и приглашаем к нам представителей, специалистов из соответствующих структур, будь то органы МВД, будь то органы МЧС, будь то соответствующие направленности диспансера. Сегодня, когда мы работаем над методическими рекомендациями по разработки модуля профилактика и безопасность, мы говорим о некоторых иных новых подходах к организации профилактической работы. Мы планируем разработать для образовательных организаций, для классных руководителей некие маркеры, некие чек-листы, которые помогут им по определенным проявлениям в деятельности ребенка понять, что ребенок попал в трудную жизненную ситуацию. Ребенок еще может не понять, родитель может не понять, но, на наш взгляд, вот такого рода чек-листы, такого рода маркеры, которые мы планируем передать в руки классным руководителям, обеспечат новый вектор развития профилактической работы в образовательных организациях. И, наконец, то, на чем хотелось бы еще поставить акцент, почему уклад достаточно важная составляющая, фундаментально важная составляющая нашей примерной рабочей программы воспитания. Потому что тот микроклимат образовательной организации, те условия, внутри которых находится ребенок на протяжении больше, чем полдня из своей активной жизни, наверное, и является сама организация, организация предметно-пространственной среды, организация системы взаимоотношений внутри коллектива, является само по себе профилактирующим воздействием. Не допустить случай, а его предотвратить. И, на наш взгляд, формирование уклада, обращение к понятию уклада является тем важным моментом, тем важным механизмом, который профилактирует до наступления соответствующего случая. И, наконец, уважаемые коллеги, организационный раздел – это кадровое обеспечение, нормативно-методическое требование, система поощрения, анализ воспитательного процесса. Уважаемые коллеги, примерно рабочей программы воспитания мы действительно в этом году проводим курсы повышения квалификации. Мы планируем курсы повышения квалификации на сентябрь для классных руководителей, потому что мы понимаем, что ответственность за реализацию рабочей программы воспитания, разработанных в вашей образовательной организации, несут в том числе и классные руководители. Каждый день, каждую минуту, находясь с ребенком, транслируя воспитательные задачи, будучи нравственным примером деятельности, они обеспечивают реализацию целей достижения задач воспитания. Поэтому для классных руководителей мы подготовили программу повышения квалификации. Повторюсь, коллеги, информационная рассылка будет, стартуем мы в сентябре, которая направлена на формирование у классных руководителей компетенций в области организации мероприятий, в области работы с родителями, в области становления самоуправления внутри образовательной организации, в области профилактики, об этом я отдельно говорила, в области формирования социального партнерства и понимания воспитательного потенциала по каждому направлению, по каждой составляющей примерной рабочей программы воспитания, которая разрабатывается в нашем институте. Поэтому, уважаемые коллеги, роль классного руководителя в реализации программы значима, и вместе с администраторами, управляющими процессами воспитания, является одной из важнейших внутри образовательных организаций. Итак, уважаемые коллеги, концептуальная основа наших курсов повышения квалификации
обращаю ваше внимание, внутри курсов повышения квалификации мы планируем рассмотрение следующих тем. Нормативно-правовое регулирование классных руководителей. Сегодня предыдущие спикеры говорили уже о том, где и как закрепляется функционал классного руководителя, как это происходит с точки зрения трудового законодательства, как это происходит на уровне конкретной образовательной организации. Наконец, мы говорим о том, что классный руководитель, мы позиционируем эту мысль о том, что классный руководитель, он руководитель воспитательного процесса. Значит, мы говорим на курсах и с нашими слушателями о современной трактовке воспитательного процесса. Что такое воспитательный процесс? Кто такие субъекты воспитательного процесса? Каковы основные характеристики субъектов воспитательного процесса? В рамках работы института мы проводим ежегодный мониторинг изучения ценностных ориентаций как детей, так педагогов, так и родителей. Всех тех, которые являются субъектами воспитательного процесса. И этой информацией мы поделимся. Зная, понимая то, с кем мы работаем, нам легко выстраивать, нам легче, надеюсь, будет выстраивать систему коммуникации, систему нашей работы, систему профессиональной и повышая наш профессиональный уровень, нам будет легче использовать эффективность наших практик, которые мы используем, будет гораздо выше. Далее, уважаемые коллеги, планирование воспитательной работы. Сегодня коллеги уже говорили о едином календаре образовательных событий, о единых днях, о единых подходах, единых мероприятий, событий, которые мы с вами проводим в рамках реализации единой государственной повестки в области воспитания. Конечно же, классный руководитель, он не только планирует деятельность, он ее организовывает. В рамках этого раздела курсов повышения квалификации мы как раз и будем говорить о тех практиках, тех инструментах, необходимых классному руководителю по становлению системы самоуправления, по становлению социального партнерства, по организации социального партнерства. Вместе, конечно же, с администрацией, классный руководитель в данном случае вместе работает с администрацией по развитию взаимодействия с социальными партнерами, по организации мероприятий внутри класса по современным подходам к организации, современным практикам. И, наконец, классный руководитель, конечно же, он главный мотиватор. Мотиватор всех участников образовательного процесса. Мы прекрасно понимаем, что создание единого смыслового поля, в котором находится ребенок, это в том числе и мотивация родителей на совместную деятельность. И, наконец, анализ и контроль, об этом сегодня спикеры тоже уже говорили, анализ и контроль воспитательной деятельности, без него регулирование воспитательного процесса невозможно, мы должны получать обратную связь от того, что мы делаем. Итак, уважаемые коллеги, спасибо огромное за внимание. В заключении своего выступления хотела бы всех пригласить участников форума классных руководителей к участию в курсах повышения квалификации. Отдельная рассылка будет. И коллеги, всех приглашаю к сотрудничеству. Мы готовы и открыты к взаимодействию, к методическому взаимодействию, консультационному, экспертному взаимодействию. Огромное спасибо за возможность представлять Институт изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования на такой значимой и важной площадке. Спасибо. Спасибо, Оксана Александровна. Нам очень важно, что институт является профессиональным партнером Республики Коми. Спасибо, коллеги. Ваш адрес. Мы благодарим и вашего руководителя Наталью Валентиновну Агре за очень плодотворную работу по сопровождению классных руководителей Российской Федерации, ну и, конечно, Республики Коми. Огромное вам спасибо. Спасибо огромное. Да, уважаемые коллеги, мы продолжаем. И очень важно, что сегодня мы говорим о важном. Мы говорим сегодня о российских ценностях. Мы говорим сегодня о том, что нас объединяет именно как граждан Российской Федерации. Мы начинаем второй наш блок совместной работы. Мы говорим о важном. Уважаемые коллеги, как я вам уже анонсировала, вместе с нами сегодня уникальная личность. Сергей Анатольевич Липовой. Герой Российской Федерации, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России». Сергей Анатольевич, спасибо вам, что вы нашли возможность принимать участие в первом форуме классных руководителей. У нас сегодня
в очном нашем пространстве, очень активные учителя, но вместе с нами вся наша республика. У нас более 2000 подключений, все муниципальные образования нашей республики. Я хочу, чтобы вы не только поприветствовали, но поговорили о важном. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего форума. Спасибо за то, что пригласили. Мы уже 2 дня находимся на этой благословенной земле, земле Республики Коми. Встречались уже и с детьми в пионерских лагерях. Сейчас приехали из общеобразовательной школы номер 2 Вольгородская район села. И сегодня, пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что вы у нас находитесь на передовой информационно-идеологического фронта войны, можно по-разному сказать. Слово «учитель» для меня – это не пустой звук. У меня мама всю жизнь проработала, закончила 2 пединститута и проработала сельским учителем, поэтому я знаю, что такое труд учителя, я знаю, какое отношение и как мама относилась к своей работе, как к работе относились ее коллеги. Но тогда это был советский период, потом она проработала, наверное, до 2010 года, она еще после пенсии длительное время приходила на работу и вела полноценные уроки по грамотам и так далее. Вот. И потом началось самое страшное. Начался развал. Не стало Советского Союза, не стало много привычных вещей, не стало образования, которое было в школах и построено на тех фундаментальных основах, науках, ценностях, которые ваши коллеги, наверное, как говорят, вносили в головы, в души, в сердца наших учеников, будущее нашей страны. Потом начался развал, начались бесконечные реформы нашего образования. И вот сегодня, наконец-то, я вот пока сидел у вас на форуме, слушал куратора выступающего, я услышал привычные такие слова о том, что сегодня в общеобразовательную программу вернулось такое понятие, как воспитание. И длительное время воспитания в школе не было. И такую функцию со школы, со школьного преподавателя, учителя, она была снята. И вот это была самая большая ошибка, потому что наше образование, наверное, строилось по западным стандартам, по этой болонской системе, которая наших учеников, тех, кто потом шли в большую взрослую жизнь, те, которые шли служить в армию, они просто калечили и не давая ничего фундаментальных знаний, не давая ничего то, что может пригодиться в жизни, выпускали каких-то скороспелок, каких-то овощей, которые вообще не подготовлены к этой жизни. Сегодня, слава богу, общеобразовательная программа возвращается на круги своя. Сегодня опять вводится термин «воспитание». Воспитание в нашей жизни – это такой незаменимый и в то же время незаметный процесс. Ведь фактически в советские времена воспитанием занимались все. Семья, школа, пионеры, пионерское движение, комсомол, партия. Потом, когда этого не стало, осталась только семья и школа, и потом в школе этот термин, синоним, функцию убрали, осталась семья, но семье было не до воспитания, потому что семье надо было как-то выживать в очень сложных рыночных отношениях, и практически ни одно поколение осталось в подвешенном состоянии. И воспитывала их улица, воспитывал интернет. Интернет на сегодняшний день – это самое большое болото, самая большая опасность для сегодняшней молодежи. Слава богу, что сейчас вводятся общеобразовательные программы, которые контролируют, регулируют, смотрят, что делается в соцсетях. Сейчас государство постепенно поворачивается к соцсетям, устанавливает контроль. Сейчас уже закрываются сайты, сейчас уже контролируется. Вот по прошествии, наверное, 30, а может быть и больше лет, наконец-то мы поворачиваемся к будущему нашей страны, мы поворачиваемся к нашим детям. И опять же, наши учителя находятся на передовой. Зная вашу загрузку на сегодняшний день, она очень серьезная, зная, как вам тяжело и сложно с сегодняшним
обучающем процессе, но функция воспитателя снова ложится на вас. Ложится, и как время было 24 часа в сутки, так оно и остается. Но теперь нужно пересмотреть отношения, пересмотреть программы и выбрать еще время, выкроить именно те минуты, наверное, то золотое время, которое есть у вас в процессе общения со школьниками, для того, чтобы именно заняться системой воспитания будущего нашей страны. Я, может быть, еще повторюсь, но я прослужил 25 лет в пограничных войсках. Через меня проходили и школьники, точнее, как не школьники, а пограничники советской системы воспитания, и потом проходили уже воспитание болонской этой системы. Вы знаете, небо и земля. Небо и земля, насколько эти уже защитники отличались друг от друга. Отличались именно по своему менталитету, мышлению, отличались по своему мировоззрению. И вот сегодня, слава Богу, мы знаем о том, что сейчас в Госдуме рассматривается проект закона об отмене этой болонской системы. Слава Богу, что сейчас готовится, ну, наверное, предложение, может быть, это очередная реформа в системе образования. Наконец-то в эту систему образования в фундаменте будет заложено именно те основы, которые базируются на наших культурных ценностях, именно на основе той истории, которую переписали, которую сейчас не пойми о чем у нас в наших учебниках. Наконец-то, наверное, каждый начнет заниматься своим делом. Учителя не только учить, но и воспитывать. Дома это воспитание будет укрепляться. Семья и педагоги, преподаватели будут работать в единой связке для того, чтобы выходили из школы выпускники, достойные нашего общества, чтобы это были уже будущие патриоты с заложенным в нем фундаментом. Для того, чтобы сделать настоящего патриота, нужно его научить истории. Научить истории своей семьи, истории своей школы, своего города, района, там, где он край, там, где он вырос. Если он это будет все знать, значит, он будет это уважать, значит, он будет любить. Значит, он будет готов в случае необходимости это защищать. И вот я наконец-то вижу о том, что на поле воспитания выходят основные игроки. Это семья, это учителя и общественные ветеранские организации. Общественные ветеранские организации, члены которых это люди, умудренные опытом, имеющие богатый жизненный служебный опыт, имеющие активную жизненную позицию, которым не все равно, что завтра будет с нашей Россией. И вот на этом поле выходят три основные игрока, вот, а на скамейке запасных сидит наше государство. Сидит наше государство и как бы контролирует, где-то что-то пытается подправить и так далее. Но хотя бы пусть не мешает, хотя бы пусть будет так. Но вообще-то общее твердое убеждение нашей общественной организации «Офицеры России» о том, что в нашей стране не должно быть идеологической пустоты. Идеологическое такое, ну, понятно, как это, вакханалия, потому что Конституция нам запрещает иметь государственную идеологию, а пустоты, как вы все знаете, не бывает. Ее всегда заполняет что-то другое. Тогда заполняет западная идеология, далеко не дружественная нам. А на основе этой идеологии строится весь воспитательный, созидательный процесс. И вот пока мы эту пустоту не заполним, пока мы не сделаем прочный фундамент, вот, мы будем ходить как по болоту. Но я надеюсь, что вот все эти процессы позитивные, которые сейчас начали выстраиваться, я надеюсь, что они приведут именно к тому результату, которого все мы хотим, который хотит наше общество. А сегодня, пользуясь случаем, я хочу еще раз сказать вам огромное спасибо за ваш сложный, нелегкий, зачастую неблагодарный труд, но тем не менее, все, кто решают себе посвятить свою жизнь выбору этой святой профессии учителя, это, знаете, вот, это волшебники. Это люди, которые могут сделать из ничего настоящего человека. Потому что когда он идет в школу, это еще ничего. А вот из школы он уже выпускается, уже сформировавшейся личностью. Поэтому я от всей души хочу сказать огромное спасибо и пожелать вам творческих успехов. И вспоминая старую поговорку, когда задали вопрос, к чему или к какой промышленности относятся учителя,
учителя посидели, подумали и сказали, что, наверное, все-таки к деревообрабатывающей промышленности можно себя отнести. Поняли, да? Получают липы, выпускают дубов. Но это старая советская шутка. Я от всей души желаю вам удачи и творческих успехов. Спасибо. Спасибо, Сергей Анатольевич. Мы говорим о важном, мы говорим о российских базовых ценностях. И очень дорогого стоит, что из уст Сергея Анатольевича было столько слов признания и признательности именно вам, дорогие наши учителя, классные руководители. Уважаемые коллеги, вместе с нами сегодня работает Ольга Григорьевна Медведева, руководитель регионального отделения Российского движения школьников. Ольга Григорьевна, вы еще будете попозже выступать вместе с нами. Но нам важно Галина Николаевна Кравченко, которая является председателем Общественного совета при Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми вместе с нами. Галина Николаевна руководит уже более 3 лет Ассоциацией именованных школ Республики Коми. Школ, которые носят имена наших героев. Галина Николаевна, вам слово. Уважаемая Галина Владимировна, большое спасибо за предоставленную возможность выступить перед таким уважаемым человеком. Я думаю, что выражаю общее мнение классных руководителей, что ваша награда вызывает большое уважение. И я думаю, что в этой аудитории люди интересуются деятельностью вашей организации, все ваши обращения к президенту, к обществу. Я думаю, что мы многие знаем об этом и благодарим вас за ту работу, которую вы проводите. То, что вы появились, Герой России и, наверное, ваши еще соратники с вашей организацией по другим регионам, это не случайное явление. Мы все прекрасно понимаем, что после 24 февраля мы уже все жить и работать в школах так, как работали 30 лет, мы уже не можем. Мы прекрасно понимаем, что Украина, нацисты, фашисты, бандеровцы сумели за 30 лет переформатировать сознание не только детей, но и людей и повернуть совершенно в другую сторону, ненужную нам абсолютно, людей страны, которая перенесла победила в Великой Отечественной войне, победила фашизм. Кроме того, что, естественно, что мы думаем в Республике Коми, что же нам, как нам использовать тот ресурс, образовательный ресурс, который у нас есть в республике. И поскольку я являюсь мамой погибшего в Афганистане, и у нас в республике есть единственная школа, которая носит имя воина-интернационалиста. 34 года я в этой ипостаси, разные настроения по этому поводу, да. И пришли вместе с министерством, вместе с Институтом развития образования, мы задались вопросом, что чем же отличается воспитательная работа школы, которая носит имя героя, а у нас не только герои Великой Отечественной войны, современных ветеранов боевых действий, ученых, деятелей культуры. У нас есть даже школа, которая носит имя военнослужащего матроса с подводной лодки «Курск». То есть различные направления. И мы сейчас именно в этом направлении работаем, обсуждаем, дискутируем, мы к чему-то пройдем, скорее всего, что на коллегии будет принято решение о том, что эти школы, которые носят имя, ведь у нас мы еще на обывательском уровне носит имя, и мы только имя это прославляем, а фактически имя отражает отрезок истории нашей страны. И по сути эта школа может стать полностью музеи того или другого участка, то есть отрезка истории. Например, школа Александра Алексеева, это здесь две составляющих, это имя носит. Во-первых, он представитель органов государственной безопасности, во-вторых, он военнослужащий, погибший на территории Чечни. У меня, я вынуждена была сделать такое вступление, но у меня к вам предложение. Сергей Анатольевич, я так предполагаю, что по итогам вашей поездки вы будете встречаться с руководством республики. Если вы будете встречаться с руководством республики, у меня, как у председателя общественного совета, это не мое конкретное предложение, а предложение общественного совета. Я хотела бы, чтобы вы обозначили следующий момент. Смотрите, у нас сейчас мы делаем упор на деятельность, на музейную педагогику,
Кто у нас в школах работает, в музеях? Те люди, которые статус их не определен, зарплата их мизерная. Если мы берем библиотеки, то же самое. Сейчас вводится в систему образования помощники по воспитательной работе, наставничество и так далее. Поэтому мы предлагаем, неоднократно Общественный совет предлагал Государственному совету республики о том, что необходимо по образу и подобию Ульяновской области, Белоруссии разработать свой региональный закон, право у нас на это есть, о педагогическом работнике Республики Коми. За этим очень много стоит, за принятием этого нормативного акта. Нам нет необходимости ждать Российскую Федерацию, мы можем сделать это сами и как бы решать проблемы, уже опережая события, которые пойдут в масштабе страны. Это первое предложение. Второе предложение. Вы на севере, конечно, попали сейчас в такую хорошую погоду, когда солнце, тепло, светло и так далее. Но я думаю, что вы, как герой России, знаете, что север – это не Краснодарский край, что у нас не хватает кислорода, что у нас большая территория и так далее. Но я вам должна сказать, что у нас природная как кладовая природная Республика Коми природных ископаемых на уровне России, у нас 11 тысяч школьников учатся во вторую смену. Это нонсенс. Мы, конечно, стреляем по воробьям, мы уменьшаем классы. Вот здесь руководитель управления образования города Сыктывкара, столицы, мы уже стали столицей. И нам, конечно, нужно, чтобы Государственный совет наш, пока он не обращает внимания на предложение как бы общественного совета, ну вот что-то тут болтаетесь под ногами, что-то вы тут предлагаете, мы великие люди, мы знаем, что у нас денег не хватает и так далее. На севере денег должно хватить. Поэтому второе предложение, если вы будете встречаться с республикой, мы хотим, чтобы была рассмотрена этот вопрос на государственном уровне и было нарисовано нам, учителям, нам должно быть понятно. Значит, вот до 2023 года, Ольга Юрьевна, да, мы понимаем, что где-то 4000 учеников у нас вот в эти школы, которые построим, отремонтируем, они пойдут, да, 7000 учеников остается. Где они будут учиться? Непонятно. Поэтому моя вам большая просьба, вы уважаемый человек, большой человек, и к вашему мнению должны прислушаться. Спасибо, что так внимательно выслушали. Галина Николаевна уникальна. Знаете, как важна вот именно активная гражданская позиция. В течение всего периода жизни Галина Николаевна всегда ее занимала. И вы знаете, вы нас заряжаете этой энергией и профессионализма, именно и гражданской позиции. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон, Галина Николаевна, спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу классную встречу, говорим о важном. Наталья Семеновна, я вам говорила, что Наталья Семеновна продолжит с нами разговор об учителях, которые формируют наше будущее, наше настоящее, наших детей. Наталья Семеновна, вам слово. Наталья Семеновна, она является главой муниципального образования городского округа Сыктывкар, мэр нашего города, руководитель администрации. Спасибо за представление. Да, всегда очень непросто выступать после Галины Николаевны. Она всегда очень душевная, всегда о наболевшем. Меня попросили рассказать немножко о своих учителях. Я до сих пор очень люблю своих учителей и с некоторыми общаюсь в соцсетях. Причем я сама родилась в Печоре, немножко кратко расскажу. Родилась в Печоре, училась я в очень маленькой школе. И всегда с удовольствием вспоминаю нашу маленькую школу. Это была 87-я школа. Принадлежала она к Северной железной дороге, была это школа-интернат. Поэтому у нас на параллели всегда было 2 класса, А и Б. И мы всегда ашки и бэшки немножко между собой соревновались. И я помню очень хорошо свою первую учительницу, Любовь Александровну Бокову, к сожалению, ее уже нет. И вот Галина Николаевна мне чем-то напоминает Любовь Александровну, поэтому к Галине Николаевне я с таким же чувством, трепетом и любовью отношусь. Любовь Александровна, когда мы пришли в 1 класс, она нам говорит: так, ребята, есть 2 слова – можно и нужно. Вот здесь в классе нужно читать, писать, считать, а там за пределами класса в коридоре можно бегать, прыгать, друг с другом разговаривать. И когда это так легко и просто сказала, что с тех пор я так и выполняла, если честно. И школу я закончила с медалью, всегда хорошо училась. С классными руководителями нам очень повезло в начальной школе, а потом началась чехарда. И эта чехарда, наверное, привела к тому, что я стала очень активная. У нас была Анастасия Васильевна, которая
молодая, красивая, забеременела, ушла в декрет. Мы остались без классного руководителя. Но так как я хорошо училась, то я всегда ходила за классным журналом, всегда выполняла какие-то там... В классном журнале помечала все свои, ну не свои, вернее, а кто у нас пришел, кто у нас не пришел в классе. И мы несколько месяцев были без классного руководителя. Знаете, что это началось? Если предметник хороший, строгий, была красота в классе. Все занимались и все учились. Если предметник был добрый, то, к сожалению, наш класс без классного руководителя, кто чем хотел, тот тем и занимался. Это был шалтай-болтай. И потом, вот так вот мы несколько месяцев были без классного руководителя, и потом учитель пения. Она говорит нам: 6 Б, вы почему здесь носитесь? Вы почему не на уроке? Мы говорим: а мы не знаем, какой у нас урок. Ну, вот такие дружные были ребята. Она говорит: а где ваш классный руководитель? Мы говорим: у нас нет классного руководителя. Она говорит: хорошо, я буду вашим классным руководителем. Вы не представляете, вот все наши 30 человек закричали «Ура!», потому что мы были как беспризорники. И я до сих пор благодарна Ольге Викторовне за то, что она нас тогда взяла учитель пения. Я до сих пор с ней общаюсь в соцсетях, ВКонтакте. И только сейчас я узнала, что у нее девичья фамилия Хозяинова такая же, как и у меня. И она говорит: поэтому я не могла оставить ваш класс, потому что была моя однофамилица. И так мы стали с учителем пения. Хотя по нашей практике, по крайней мере, по практике в нашей школе, учитель пения никогда не брал класс. Поэтому очень все хорошо. Потом у нас началось. И мы действительно ценили своего классного руководителя. И после всех уроков мы бежали в этот наш класс пения. Там стоял музыкальный инструмент, и это еще больше нас всех сдружило. Поэтому очень важно, какой классный руководитель, как он относится к своему классу, как он умеет сплачивать детей. Ну, я уже не говорю про родителей. А потом в 10 классе у нас тоже была такая же история, но нам, видимо, так повезло. Наша учительница, тоже молодая, красивая, которая пришла после института, тоже забеременела. И у нас был последний звонок, и мы всем классом поехали в роддом, потому что к этому времени она родила. И вот так вот у нас есть общая фотография, когда мы все стоим с лентами выпускника на пороге роддома, и над нами все смеялись. Все мамочки махали нам из класса и спрашивали: это чьи дети здесь пришли, выпускники. Поэтому очень важно налаживать контакт, налаживать взаимодействие. Я понимаю, что сейчас это все очень непросто. И действительно, как сказал Сергей Анатольевич, что интернет, с одной стороны, помогает, а с другой стороны, уничтожает, наверное, вот личное взаимодействие и сплочение коллективов. Поэтому вам очень непросто, дорогие друзья, но я знаю, что вы все любите своих детей, и поэтому все у вас получится. Спасибо вам большое. Хотела сказать много, но, к сожалению, времени у меня не так много. И слушая предыдущих выступающих, я абсолютно поддерживаю, что, наверное, что-то надо менять с баллонской системой. И я бы очень хотела, чтобы в наши классы вернулись дежурные. Честное слово. Я потому что вспоминаю, как мы мыли полы, мыли парты, мыли коридоры, очень хорошо относились к этому, после этого ничего не пачкали, не рисовали. А сейчас, к сожалению, зная это по своему сыну, взять ему в руки взять ему тряпку, это очень непросто. А надо бы, чтобы они сами за собой ухаживали. И я надеюсь, что все-таки это вернется, вот такое положительное из советского прошлого вернется и в наши школы. Спасибо вам большое, я желаю вам продуктивной работы. Больше не буду вас задерживать. Всего доброго, приглашайте еще. Благодарим вас за то, что вы нашли возможность, принимаете участие в первом форуме классных руководителей нашей республики. И какие искренние воспоминания, которые важны для каждого из нас. Потому что воспоминания – это наше не прошлое, а это наше настоящее. О нас помнят. И действительно, класс-руководитель – это всегда сердце класса. Спасибо, Наталья Александровна. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, к нам присоединяется Александр Владимирович Попович.
солист дважды краснозаменного ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашины полей и у берез и тополей спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? И только за свою страну солдаты гибли в ту войну. А чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли, спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою, на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? И токер, и рыбак, поймет рабочий батрак, поймет народ любой страны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Самый крупный ансамбль учреждения культуры, учреждения Министерства обороны Российской Федерации. Уважаемые коллеги, вместе с нами Александр Владимирович, солист нашего российского ансамбля. Вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Республика Коми, здравствуйте, вся Российская Федерация, Россия. Мы 30 лет ждали этого момента, когда будет поставлена цель любить Родину. И все это начинается с самых маленьких времен, с детей. Вот. О себе, как рассказать мне? Ну, первые и главные учителя в моей жизни, ну, это, конечно, мои родители. Они мои наставники. Вот. Ну и также каждый учитель, кто вложил в меня стремление, веру в себя, тоже несут во мне частицу себя. Вот. И если, послушав всю лекцию, которую вы сейчас говорили, очень много сказано, и, в принципе-то, уже и сказать-то нечего. Но я скажу, что
если учитель относится к учителям, ну, к ученикам своим, как к своим детям, то тогда обязательно воспитает достойное и сильное будущее. Вот так вот хотел сказать. Ну, о себе. Родился я в Северной Осетии Алания, в городе Владикавказе. До 12 лет там прожил, потом мы переехали в Ставропольский край. Я сменил 2 школы, получается. Очень хорошо помню своего классного руководителя начальных классов. Она нас приучала быть совестными людьми. Да, даже сейчас, если как бы сказать вам, с точки зрения религиозности, в школах это не призвано. Ну, она нам, как отдельным уроком, давала читать детскую Библию. Вот. Как бы я считаю, что это хороший был повод, и мои родители это одабривали. Как бы это советовалось с родителями. Если кому-то это не надо, это не делали. Вот. Я православный. Вот, родился я в семье. Мама у меня врач, участковый всю жизнь, терапевт. Отец мой проработал 25 лет в горно-металлургическом институте инженером и преподавателем на кафедре. Ездил по всей стране, по шахтам лазил, ресурсы изучал на Российской Федерации. То есть СССР еще тогда. Российская Федерация уже тогда все уже развалилась и стало все намного хуже. Вот. 30 лет мы ждали этого момента, когда будет цель поставлена, чтобы общество любило свою родину. 30 лет. С 90-х годов. Как вам еще? Я занимался спортом. Когда переехали мы в Ставропольский край, я устроился в секцию баскетбола. И как бы мой учитель и мой сенсей Карпенко Андрей Юрьевич, тренер нашей команды, он нас воспитал очень сильный дух. У нас была очень сильная команда. И как бы спорт, он мне позволил не втянуться в плохие социальные круги. Но спорт, он немножко мешал учиться, потому что времени на все не хватало. Я и там, и везде пытался успевать, и на радиокружок ходил. По предметам немножко стал отставать после 7 класса, после того, как в другую школу переехали. А до 7 класса школы я был отличником, когда в Владикавказе жил. В 25-й школе учился в городе Владикавказа. А первая школа города Лермонтова меня уже направила на мой творческий путь. Это был 9 класс школы, когда на уроке музыки выбрали, кто умеет, у кого есть слух более-менее. Сказали, вот вы можете петь за город. У нас есть конкурс улыбок весны в городе между школами. И, ну, все так думали, зачем свое время тратить, чему это. Но мне нравилось петь. У меня мама все детство под гитару, романсы, военные песни. Я всегда любил военные песни. Это у меня в генетике, наверное, от дедов досталась любовь к военным песням. Вот. И в 9 классе школы у меня как-то классный руководитель нашел ко мне подход. Он говорит, она говорит мне, Саша, ты понимаешь, что ты 9 класс можешь и не закончить, потому что у тебя там есть плохая успеваемость по литературе и по некоторым другим предметам. Он говорит, ну если ты будешь петь за школу, то и 11 классов закончишь. Ну, тут уже думать нечего было. Нужно было петь. Но в итоге спорт пришлось забросить по той причине, что рост для кого-то покажется смешно. 187 сантиметров для баскетбола это мало. Это для меня была трагедия, потому что дальше я перестал расти, а ребята росли еще, и баскетбол пришлось бросить. У нас из команды 2 парней стали спортсменами. Вот Никита Шабалкин, он с моей команды вылез, и Женя Воронов, баскетболисты. Вот. Потом я пошел в музыкальную школу, 2 года всего лишь там учился, потому что заканчивая школу, и меня там на гитаре 2 года учился. И гитара мне такие азы хорошие дала, кстати, и на вокал ходил. Вот. Хорошие педагоги у меня там были. Потом я в Минводы поступил. Училище сразу с руками-ногами взяли, потому что человек высокий,
голос есть, дыхание развито от спорта. И как бы сейчас я понимаю, если бы я не занимался бы спортом, у меня бы не было такого дыхания, чтобы исполнять сложные произведения. Ну, вот волей судьбы, не закончив училище, я прослушался в консерваторию московскую, поступил в консерваторию, и просто, когда ты понимаешь, что ты вот вчера был никто, а сегодня ты в консерватории, и первый педагог по консерватории был баритоном у меня, а я бас. Мы чуть не сошлись по технике его ведения, хотя у него отличные певцы, баритоны, выпускники его работают по всей стране, по всему миру. Но его подход как-то не... О чем я говорю? То, что каждому ученику нужно свой подход найти. А в училище, когда я учился, ко мне подход нашла учительница Миронова Ольга Федоровна. Она моя любимая учительница. Она меня год всего лишь учила. Потом ей пришлось переехать в Москву. Ну, слава богу, что не просто переехать, а стать почетным педагогом ГИТИСа. Вот, у нее плеяда выпускников, шикарных выпускников. Все хорошо поют. Есть и известные личности. Вот. Все ее там очень сильно любят, обожают. Она всегда своим теплом дарит себя саму всем. Для нее ученики – это ее дети. И все родители ее учеников обожают ее, очень сильно любят. И она уже старенькая, но до сих пор работает и дарит себя, свое умение, свой талант детям, ученикам. Вот. В консерватории в итоге я перевелся к очень известному человеку, Пивко Владиславу Ивановичу. Это это большой театр. Причем большой театр – это тот большой театр, который был при СССР. Пивко Владислав Иванович, если знаете, муж Ирины Архиповой. Он был уникальный человек. В том году его с нами не стало. Это была большая утрата для меня и для всех, кто его знал. Знаете, даже однажды, придя к нему на занятия с больным голосом, я пришел просто отметиться. У меня была температура, потливость, связки не мог петь. Он говорит, вставай к стенке, раз пришел, и сейчас будет заниматься. И вы не поверите, что такое профессионализм. Человек меня за 40 минут распевания вылечил. Причем у меня голос зазвучал. Ну, я как певец вам объясняю, если вы это понимаете. Что такое переходные ноты. Он мне настроил переходные ноты за один урок. Стал петь как тенор, хотя у меня низкий голос, бас. И после занятия я выхожу абсолютно здоровым человеком. Понимаете, то, что музыка, вокал, она лечит. Она не только тело и душу лечит, она лечит общество. Вот. И любовь к военным песням, это вот и у меня, и у вас, я как считаю, досталось к нам от наших дедов. Генетически это как-то передается. И работая в таком прославленном коллективе, как ансамбль Александрова, я очень горд этим. Я очень люблю страну, я патриот своей страны, и я жду, когда наша страна покажет, какая она сильная во всех отношениях. Социально, какие у нас личности, какое у нас образование. Вот. И приходите на наш концерт обязательно. Я за 5 лет с ансамблем почти весь мир повидал. И я вам скажу, что нас очень любят во всем мире. А то, что пропаганда, какая Россия, все пока такого нет. К нам приходят тысячи людей, очень много людей. В Турции, помню, 17 тысяч человек было. Всегда нас стоя провожают. Вот. Так что патриотически вас заряжаю. Силы. Спасибо. Да, спасибо, Александр Владимирович. Вы нас действительно зарядили патриотизмом. И очень важно, что вы демонстрируете не только свою гражданскую позицию, а именно через свой рассказ вы говорите о пути своего становления. Это важно для нас, для учителей. И, конечно, огромное спасибо за великолепную песню. Это Ну и вам тоже спасибо. Знать все именно о нашем отношении к войне. Спасибо, Александр Владимирович, что вы с нами. Коллеги,
Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Мы завершаем классную встречу. Я предоставляю слово Сафроновой Анне Петровне. Артист драмы Государственного ордена Дружбы народов, Академического театра драмы имени Виктора Савина, заслуженный работник Республики Коми, лауреат Республиканского театрального конкурса. Вы с нами, мы очень рады. Спасибо вам большое. Слово об учителе. Можно я без микрофона? Видеокамера. Всем здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые педагоги. Я смотрю, конечно, вы сейчас как в роли учеников. Вы такие все послушные, вы все слушаете, вникаете, вы такие молодцы. Я вас поздравляю, и я просто поклоняюсь перед вашим трудом. Труд учителя. Я сама немножко преподаю, это, конечно, очень сложно, это очень важно, очень ответственно, потому что мы, дети, когда мы были маленькие, мы приходили в первый класс и с широкой душой, с открытыми глазами смотрели на первого своего учителя. Я немножко расскажу о себе. Я родилась в Выжимском районе, в деревне Вертеп. И очень горжусь этим, потому что я росла, во-первых, в прекрасной, дружной семье, и моими первыми учителями были мои родители. Они учили меня, прежде всего, любить, ценить, уважать друг друга, работать, не остывать, несмотря ни на что, добиваться своих целей. Их сейчас уже нет живых, царство им небесное. Я благодарна им, что они вот вселили в меня вот эту вот уверенность и доброту и стремление. Потому что я считаю, что главными учителями нашими являются наши родители. Начинается все воспитание, и все как бы на учителей, как бы всю ответственность переставлять, конечно, это немножко не так. Первый мой учитель, моя учительница Лидия Петровна, она очень была добрым, отзывчивым человеком. Она вселила нас, чтобы мы работали и жили в коллективе, чтобы мы ценили друг друга, чтобы мы уважали себя, помогали друг другу. Я также с любовью вспоминаю свою учительницу русского языка, литературы, Римму Матвеевну. Она была очень строгим, она так любила свой предмет, она постоянно просила. Мы приходили в класс, когда начинался урок, сразу же диктант, словарный диктант, изложение, сочинение. Я говорю, о, Господи! У нас, между прочим, в дневнике у меня было иногда по 15 оценок по литературе и по русскому языку. Мы сначала, конечно, ее за это не любили. Опять русский язык, опять сочинение, изложение. Господи, сколько же можно? Но теперь я с такой любовью, с такой добротой вспоминаю эту учительницу. Ее тоже уже нет в живых, вот, царство ей небесное. Вот поэтому огромный труд на вас, уважаемые учителя, уважаемые классные руководители, потому что достучаться до каждого ученика – это очень сложно, потому что они все такие разные. Все такие некоторые трудные, потому что для них сейчас смартфон, телефон – это очень все важно. И их заинтересовать – это архисложный труд. И я думаю, что вот сейчас, я так слышала краешком уха, что сейчас в каждой школе чуть ли не будет театральные кружки. И это, мне кажется, замечательная просто идея, потому что, когда приобщаются дети к театру, они становятся совершенно другими. У них становится очень доброе, умное сердце. Они, как ни странно, относятся друг к другу совершенно иначе. Они начинают уважать друг друга, во-первых, себя. Да, у всех бывают какие-то комплексы, какие-то зажимы. И все это через какие-то тренинги, все это происходит. Да. Это огромный процесс. И я считаю, что вот все начинается как бы с чтения, да, выразительного чтения. Мы иногда читаем очень все быстро, выучили наизусть, и все, идем уже на сцену, то есть в школе, в классе читаем. Мы даже забываем, что и как надо. Это тоже этому нужно очень долго и упорно заниматься. Потом я поступила
после своей школы в Театральный институт имени Бориса Щукина. Это в Москве. Ну, я приехала из деревни, я никуда не выезжала, у меня вот такие были глаза. Москва, столица нашей Родины, что, куда и зачем я вообще приехала. И тоже благодаря своим педагогам, учителям, вот, я как бы доросла до такой степени. Вот, меня называли Аня Канева из вертепа. Вот, и поэтому я очень рада, я очень горда, что у меня были такие учителя. И что вы такие все красивые, умные, отзывчивые, что повезло нашим деткам, имея таких учителей. Спасибо вам большое. Спасибо, Анна Петровна. Конечно, важно сегодня говорить об учителях, которые сейчас работают, которые работали в Советском Союзе, в Российской Федерации. Нас всех объединяет то, что мы действительно не из прошлого, а мы чтим прошлое и движемся вперед. И вот эти воспоминания, они очень дорогого стоят. И я думаю, что да, многие наши учителя уже действительно ушли из этого мира. Наши воспоминания самые драгоценные. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Анна Петровна, спасибо. Уважаемые класс-руководители, участники форума, мы завершаем первый наш блок. Мы говорили о стратегии развития, воспитания. Мы встретились с вами, поговорили о важном с уникальными личностями. Ну а далее нас ждет следующая площадка, но уже минут через 10-15. Модератором будет Тамара Александровна Ичеткина. Она вас будет ждать в этой же аудитории. Мы будем говорить о духовно-нравственном и патриотическом воспитании. Наши коллеги будут представлять и опыт своей работы. Будут наши коллеги из Белоруссии. Вы знаете, прислушайтесь к этому выступлению. Мы уже, наверное, раз четвертый приглашаем, и мы понимаем, вы знаете, мы сильно едины. Россия и Белоруссия, мы не только похожи, а мы едины с точки зрения наших именно ценностей. Коллеги, небольшой перерыв. Спасибо.